Доброе утро. Рада видеть вас всех живыми и бодрыми после вчерашнего монолога. Значит, сегодня у нас довольно сложные темы. Пожалуй, сегодня самый напряженный день, потому что то, что я буду вам рассказывать завтра, в большей мере, как это сказать, в большей мере ему надо будет слушать и разбираться. Это будет мой монолог в основном. Это то, чего вы не знаете, и то, что обсуждение по большей части не требует. А сегодня у нас довольно сложная задача, не столько информационная, я, конечно, вам буду очень много показывать, да, вот того, что хотелось бы, но задача переключения, как это сказать, переключения профессионального сознания. Вот просто так взять пример и пойти к себе делать, ну, как-то не фокус, не то нужно, да? Нужно попробовать во многих случаях. Мы сейчас будем говорить про краеведческие продукты, а потом еще дальше у нас будет такой же вот сложный разговор про то, как работать с этими продуктами на сайтах. В подавляющем большинстве случаев, а я насмотрелась дикого количества всяких вот этих краеведческих продуктов и ресурсов, и того, что на сайтах, чудовищно обидно, не хватает мелочи, не хватает 2-5% да, усилий, чтобы вот то, что у вас есть, превратилось в продукт. Не хватает, мешает сделать по-человечески, сделать так, как надо, сделать так, чтобы цель была достигнута, ни отсутствие технических средств, ни отсутствие программистов, ни отсутствие программ, потому что почти все, что делается, делается на бесплатных программах и не требует усилий программистов, никаких ни разработчиков, ни денег. Это нужно было просто додумать. То есть все дело в том, чтобы во всех этих случаях понимать, зачем, как работает тот или иной продукт, как работает сайт в целом. Вот просто понимать. Тогда вы придумаете в 10 раз больше интересного своего. Итак, значит, сейчас я открою тогда презентацию. Сейчас, одну секундочку. Значит, с чем мы имеем дело? У нас появились разные типы продуктов, и я вам вчера говорила о том, что они делятся на ресурсные, и как раз о ресурсах, о самом главном ресурсе, который у нас кроме фондов, о которых что так говорить, да, они не выкладываются в натуральном виде. Про электронный краеведческий каталог мы будем говорить дальше, там, где про библиографию сегодня, ближе к вечеру. Поэтому начинаю со следующего. И каждый раз мы с вами будем разбираться с тем, к чему относится вот данная игрушка. Что это? Продукт? Или это, помните, я говорила, такая маска, такой способ входа, такой способ продвижения. Так вот, первое, что заслуживает нашего внимания, электронные библиотеки и коллекции. Что это за игрушка? Она у нас теперь будет главная. Вот если мы не считаем электронный краеведческий каталог, то главное, что должно быть обязательно. Главное, что у вас будет центром вашего краеведческого портала. То, что точно должно быть сделано, вот умрите, но должно быть. Без этого бессмысленно разговаривать. Почему это главное? Потому что это возможность для библиотеки действительно обеспечить универсальный спрос. Так? Потому что электронная краеведческая картотека, электронная краеведческая база данных, что по универсальному по содержанию, она делится внутри по-разному. Но эта штучка такая универсальная. Она работает сразу на всех, на самый широкий способ. И это такая игрушка, которая позволяет получить ровно то, что надо. Ну, мы с вами знаем, что пользователю наша библиография, вообще говоря, в 99 случаях из 100 не нужна. Ему нужны сами документы. Так вот, по этим двум условиям, универсальность спроса и отчетливо, вот прямо у пальчиков пользователя готовый материал, вот это дает электронная краеведческая библиотека. Зачем нам электронная краеведческая библиотека, даже при всех этих ее свойствах замечательных, если у нас есть электронный краеведческий каталог, через который пользователь может тоже выйти, ну, допустим, у нас библиотека была бы электронная не краеведческая, а просто так. Вот она во многих случаях такие и есть. Ну, зачем нам? Вот мы взяли в общую электронную библиотеку нашей библиотеки, положили туда заодно и краеведение, пользователь через поиск найдет нужную книжку и откроет ее в этой электронной библиотеке. А вот смотрите, нет. Если человеку очень надо, если он квалифицированный пользователь, он через поиск в электронном каталоге, он, конечно, найдет, и более того, только в электронном каталоге возможность точные такие
прицельные, что ли, поисковые стратегии. И по такому признаку, и по такому, и мы выборку ограничили так и так, мы нашли то, что надо. Это для очень серьезных пользователей, которым нужно очень-очень точно, конкретно что-то. Но у нас огромное количество запросов, или предполагаемых запросов, да, или будущих запросов, которые точно будут у многих. И очень удобно вот на такие запросы дать возможность найти проще. Что вы делаете? Представьте себе, что у вас, допустим, я не знаю, какая-то тема, какое-то серьезное культурное событие, большое, неодноразовое. Или какая-то тема, про нее спрашивают часто. Что можно сделать? Можно в электронной краеведческой библиотеке выделить электронную коллекцию, которая бы прямо вот на этот запрос и работала. Да, электронная коллекция внутри электронной библиотеки будет немножко шире очень многих запросов, да? Она не будет на 100% попадать, там, скажем, на спрос всех. Но она избавляет человека от необходимости вот такого поиска. У нас пользователей именно в краеведении очень много не очень квалифицированных, да? Таких, которые знать хотят все, а при этом знают еще немного. Таким образом, что такое электронная краеведческая коллекция? Вот уже из этого понятно, что это совсем не фонды. Вот если мы пытаемся понять, с чем это, на что это похоже в нашей структуре ресурсов, это не фонды, при том, что лежат там электронные копии изданий или там даже какой-то аналитики. Это, дорогие коллеги, чисто библиографическая задача. Почему? Электронная краеведческая библиотека только у дураков, прошу прощения, будет равна электронному краеведческому фонду. Только в этом случае она будет включать все, что у библиотеки, все и только то, что есть у библиотеки в электронном виде. У умных людей она будет и уже, и шире. Почему уже? Потому что вы из того, что у вас есть в электронном виде, скажем, по краеведению, вы отберете, вот тут есть фильтрация, вы отберете то, что заслуживает действительно внимания. Вы уберете ненужные перепечатки, плохие, слабые, вторичные издания, да? Что-то, чему вы сами не доверяете. То есть она основана на отборе, порог отбора ваше дело. Кто-то строже отберет, в зависимости от того, что у вас есть. Кто-то отберет по суше, скажем, там, да, дожмет. А кто-то, наоборот, просто уберет, ну, что-то, что совсем никак, да? Неинтересно. Значит, таким образом она уже. С другой стороны, она шире. Вам абсолютно ничто не мешает включить в электронную краеведческую библиотеку то, чего у вас нет. Вот мы будем смотреть, я покажу пример. А вот как раз, между прочим, вот это электронная библиотека Донской публичной библиотеки, главной библиотеки Ростовской области. Вот мы потом зайдем к ним еще на сайт, и я хочу сразу сказать, что когда к ним попадаешь вот в эту электронную библиотеку, там ты видишь, мы посмотрим, надеюсь, что будет время, там ты видишь в коллекции, рядом с описаниями, двух цветов слова «читать». Зелененький и синенький. Если читателю совершенно все равно, внимание на этот цвет не обратит. А если важно, то он увидит, что, скажем, зелененькие ведут в собственный электронный фонд библиотеки, а синенькие ведут наружу. Не имеет значения. То есть в этом смысле электронная библиотека шире. Вот это такая штука, которая совершенно четко соответствует принципу портала. Помните, я говорила, что портал – это собрать про вашу территорию все. И сделать, и собрать так, чтобы мы не читатели пинали, а вот зайдите еще туда, а чтобы мы его вот тут же давали вход ко всему, к чему мы можем дать прямой вход. Ко всему, что от нас не закрыто, и так или иначе на сайте другой организации, ваших партнеров или вообще неизвестных вам людей доступно. Ссылка не нарушает ничьих прав. Конечно, хорошо бы забрать себе, мы про это вчера говорили, но она не нарушает ничьих прав. Дальше. Способом существования электронной библиотеки, я уже упомянула об этом, являются электронные коллекции. Электронные коллекции подвижные. Вот вы можете сделать из электронной библиотеки хоть 100 коллекций. Вот, кстати, вот на этом примере, вот эта Донская электронная библиотека, в ней 90 краеведческих коллекций. 90. Никто не гонится за количеством. Но это, вообще говоря, вот смотрите, список коллекций вот слева. Мне его не отлистать весь. Смотрите, виноградарство на Дону, опаленные версты по городам и станицам Дона к 70-летию освобождения Ростовской области, казачье зарубежье, вот просто вот приказы по войску Донскому, издание Ростовской на Дону городской. И сразу обратите внимание, этот ряд умных людей не систематический.
Вот не надо, ну, скорее всего, не надо, может быть, вы со мной не согласитесь, делать его примерно так. Только природа, культура, спорт, можно и так. Но на самом деле вот эта штуковина работает более гибко. Лучше всего делать самые разные. Вот фишка в том, что коллекции маленькие, да, они должны быть обозримы, и вот вы обеспечиваете более тонкий, более точный вход, чем это делала бы отрасль. Посмотрим сегодня на примерах, как это получается, вы сами увидите, как получается грубовато, когда это только отрасль. Не работает. Коллекции на самых разных основаниях. Опять-таки, не систематизируйте в этот момент. Коллекции могут выделяться каким образом? Коллекция по темам, коллекция по событиям, коллекция по видам документов, скажем, листовки, или карты, или фотографии. Там их можно включать совсем не только текстовые материалы, да? Коллекция по автору. Вот это вот коллекция произведений вот этого автора. Коллекция по языку. Вот что вам в голову только придет, одновременно в одном ряду можно выстраивать любые коллекции. Причем один и тот же документ. Опять-таки, уберите библиографическую часть головы куда-нибудь на какое-то время, да? Абсолютно нормально, когда один и тот же документ входит по сколько угодно коллекции. В одну как авторскую, в другую как по типу издания, в третью как книжный памятник, в четвертую по тему и так далее. Коллекции живые, не надо их делать раз и навсегда высекать в камни. Сейчас эта тема актуальна, вы сделали. Потом еще какая-то. Вы взяли, перетряхнули вот эту вашу электронную библиотеку, вот выделенный ваш массив, и повернули по-другому. Убрали, добавили. Это такая игрушка, с которой очень хорошо, в меру ваших сил, в меру ваших возможностей, с разными скоростями, с разными темпами обновления удобно работать. Она пополняемая. Почему еще? В чем ее прелесть? Она пополняемая, живая. Если у вас добавился какой-то новый материал в электронные ваши фонды, он моментально может встать во все коллекции. То есть это делается очень просто. В поле, когда вы электронное издание какое-то, электронный документ описываете в Апаке или в чем вы работаете, да, в каком-то поле вы сразу пишете, можно догадаться, в каком поле, это не имеет значения, да, к каким коллекциям он вообще будет относиться. Да? И тогда сразу вот этот документ один и все его адреса сейчас указаны уже в самом его описании. Вы еще добавили, вы еще к нему приписали коллекции. Убирать коллекции, как правило, не стоит. Можно увеличивать их число. Убирать только, ну, если совсем уже она оказалась. Ну, как правило, вы подумали перед тем, как делать. И совершенно четко, не может быть ни одного издания, ни одной единицы хранения, условно говоря, в этой электронной коллекции, в электронной библиотеке, которая не принадлежала бы ни одной коллекции. Категорически нет. Либо вы не вставляете это все в электронную библиотеку, либо вы находите этой сиротине хотя бы одно место. Как образуется электронная библиотека? Несколько вариантов. Первое. Берется весь массив того, чем библиотека располагает для начала, да, электронная. И вот это растряхивается по коллекциям, разбирается. Вот это, смотрите, мы сюда сделаем, там сразу видно бывает, куда это можно. Опять тут библиографическая голова включается. Вариант второй. Если у вас есть библиографические полнотекстовые базы вдруг, им прямо полшага, да, для того, чтобы превратиться, перевернуться на такую вот коллекцию. Третье. У вас есть ваши замечательные совершенно, у вас очень многих, как раз у вас в республике, многие делают вполне приличные указатели. Я бы даже затруднилась, допустим, как-то делать замечания. Вполне приличные. Вместо того, чтобы вот это оставлять висеть PDF-ками бесполезными, вот сделайте к вашему указателю, подстегните полные тексты, поищите у себя и не у себя, да? И опять туда же, прямо готовая коллекция получается, да? Или вы ее разобьете по структуре указателя. Во всяком случае, работа с электронными коллекциями очень технологична. Вам очень понравится с этим работать, вот как только попробуете. Теперь, что такое электронная коллекция еще? Это не просто набор каких-то текстов. Вот я сейчас вам покажу 3 электронные коллекции, а потом еще отдельно мы погуляем, я очень надеюсь, что будет время погулять по сайтам просто, вот это скриншоты, а я еще вам припасла несколько, да, ссылочки на живые продукты. Электронная коллекция, ухоженная, выращиваемая, имеет рядом то, что помогает с ней работать. Во-первых, поиск рядышком лежит, так? Во-вторых, рядышком ссылку на виртуальную справку.
Да? В-третьих, каждая коллекция обязательно, это вот культура, да, это приличные библиографы так делают, снабжается какими-то вводными полными текстами. Вот не фокус просто под рубрикой, я не знаю, там, история там, Корт-Кироса, да, или района, там, я не знаю, Корт-Киросская летопись какая-нибудь. Вот не фокус просто сделать коллекцию из 15 ссылок, да, даже живых, конечно. Что надо сделать? А вот надо людям, вы же эксперты, я про это говорила, взять и послать этому полный текст путеводительского характера. Понятно про что? Там и гиперссылочки будут. Что-то можно выделить вот в этом тексте. Стоит обратить внимание на самый ранний документ. Бэмс, и по ссылочке ты попадаешь вот из этого списка на что-то. Особенно интересно, насыщенным фотографическим материалом. Бэмс, и ты попадаешь на... И даже если не попадаешь на, то это рядышком, это перед списком. Ты уже заинтересовался, ты это близко увидел. Почему она должна быть обозримой? Не больше одного уровня деления внутри. Если у вас, кстати, электронная коллекция, электронная библиотека, электронная коллекция в ней, вы чувствуете, что она как-то разбухает, да? Она там, надо больше двух уровней, больше одного уровня деления, больше только подразделов. Что вы делаете? Вы ее развиваете, да? Как-то еще. Значит, вот посмотрите, пожалуйста. Это вот я показывала, да? Да, и что еще? Электронная коллекция становится ядром, основой, основную массу составляет краеведческого портала, про который я говорила. В ней лежат еще фишки. Посмотрите, что тут сделано по ростовчанам. Вот тут же, вот фотолетопись, картинки, да, через которые тоже можно попасть в электронную коллекцию. Тут же у них, значит, различные... Вот новое, видите? Новое в коллекции, вот пониже, да? И они все, коллекция страницы истории кинематографа. Обратите внимание, у нас тут новенькая. То есть средства продвижения окружают эту коллекцию. Она не сирота, не брошенная, это не просто список. Ну, давайте вот. Вот посмотрите, вот как выглядит коллекция «Русский Север», Архангельская областная библиотека. Я ее осенью показывала, теперь у меня есть время откомментировать. Посмотрите, как это выглядит. Главное о проекте «Официальная помощь, контакты», документы, коллекции, и выделены специально, вот они сочли нужно выделить еще по жанрам: газеты и журналы, медиаматериалы, карты и атласы. Это бывает полезно, потому что, например, карты и атласы – это материал особого спроса, как и видеоматериалы. Полезно сразу же показать, что у вас это есть, да? И человек попадет именно в эти коллекции или увидит их в других коллекциях. Материалы, а вот другой ряд: персоналия, историческая справка, электронные издания, электронные ресурсы. Дальше события, новости, новинки на сайте, интересные факты. И все вот это вот то окружение электронной библиотеки, которое помогает ее продвигать. Календарь, памятные даты, окружение. Вот через календарь ты тоже попадешь на какую-то коллекцию, в которой события, которые связаны вот с сегодняшним днем. Про календарь будем говорить. Поиск и каталог. Вот. И вот, пожалуйста, редкие книги об Архангельской губернии. Заходите, и вот то, что я говорила. Или вот дальше. Библиографические указатели. Вот куда положить свои указатели, кстати говоря. Вот эти PDF-ные, вот в том виде, в каком вы их сделали. Ура, товарищи, это правда хорошо. Значит, нет, это я зря. Значит, вот это вот электронная библиотека. Главное, должна быть у вас любимая, туда надо попадать сразу, она должна быть видна сразу. Следующий тип ресурсов, про который мы еще вернемся, сейчас пройдем вот так вот по скриншотам, а потом, чтобы не переключаться все время, я просто вернусь к этому и показываю вам, как еще это выглядит, походим прямо по сайту. Следующее, что должно быть, что расцветает, когда у нас появляются электронные возможности. Я вам говорила, да, я говорила, что электронная универсальная фотографическая база данных будет. Обратите внимание, что происходит с фотографией серьезной. Очень обидно, когда библиотеки в процессе работы накапливают массу фотографического материала и никуда не могут положить. Никуда. Вот один продукт, биобиблиографический справочник, а вот топонимика, а вот еще что-то. И все это в разрозненных продуктах где-то лежит, не связанное между собой. Поэтому сильные библиотеки, как только они накапливают как-то силы, как только появляется возможность, они пытаются делать электронные, просто энциклопедии районные. Вот я в прошлый раз рассказывала, лучшая районная энциклопедия печатная была в 2007 году в Рубцовске. Значит, я говорила, что она есть. Вот, пожалуйста, значит, и дальше что делают библиотеки? И бумажная у нее один недостаток, она быстро
быстро останавливается. Вот я, по-моему, говорила, что вот Рубцов через какое-то время положил свою энциклопедию на сайт. Беда в том, что он положил вот эту электронную версию того энциклопедии, которая была. Вот ее сделали в 2007 году, и все справки в ней относятся к 2007 году. А с краеведением, с фактографией краеведения одна беда очень серьезная, вы это хорошо знаете. Обновление материала бешеное. Кроме того, что с первого раза никакую краеведческую энциклопедию хорошо сделать нельзя. Невозможно. Когда создатели лучшей городской и областной энциклопедии Челябинцы сделали свои энциклопедии, ту и вторую, там умные издатели выпустили сначала пилотные варианты. Хорошие, вы бы видели эти пилотные варианты, добротные. Выпустили как пилотные, были правы. По-моему, по городской энциклопедии около 2000 поправок. Вот они, по-моему, через 2 года переиздали. Около 2000 поправок. Кто-то писал, сами видели. Невозможно, это болотистая почва краеведения. Никогда с самого начала сразу энциклопедия краеведческая ни в каком виде правильно не будет. Поэтому лучше всего будут. Вот они молодцы, Рубцовск, это Алтайский край, но нужно поступать наоборот. Она нужна сначала электронная, а потом уже бумажная. Бумажная тогда, когда вот эта штуковина электронная, когда она уже как-то обточится везде, да, когда народ замечания надает, когда сами проверите, вот когда она уже отвисится, созреет как то, тогда можно первый вариант бумажный делать. Он нужен на самом деле. Нужен, потому что есть пользователи, которым электронный вариант неудобен, нужно издавать, но тогда, когда созреет, не раньше. Значит, вот посмотрите, чем еще плохо, просто переложить бумажную энциклопедию на электронный вариант. Вот что можно сделать вот так вот на бумажной, что можно было сделать? Вот только разделы. Она должна жить. Вот для того, чтобы она жила, ее надо было разобрать на составные части, чтобы можно было более гибко искать. Значит, вот этот вариант, вот, кстати, у них электронная библиотека есть. Вообще зайдите на их сайт, они такие живые люди. А вот вариант хороший. Народная энциклопедия Устилима. С самого начала созданная, у вас эта презентация будет, с самого начала созданная как электронная и как интерактивная. Вот такая. Любой человек может туда написать. Любой человек может предложить поправки или предложить свое событие. Или свою там тему какую-то, или свою справку. Это не значит, упаси Бог, что это прямо в таком виде будет опубликовано. Это с премодерацией, то есть человек написал в окошечко там, да? Библиотека рассмотрит вот это все. Но не исключено, и очень даже не исключено, что либо доработает, либо свяжется с пользователем с этим, да? Но как-то люди включены, двойная польза. Во-первых, вы получаете продукт, который имеет шансы быть более надежным и более эффективным, да, с точки зрения энциклопедической задачи. А во-вторых, вы публикуете, вот помните, я говорила, втягивать самих людей в создание продукта. Никто больше им такой возможности не даст. Вот, вы получаете очень заинтересованных читателей. Вот за ней будут следить, коль скоро можно туда что-то добавить. Буду еще показывать по всем этим пунктам, буду еще показывать сейчас, когда пройду электронные варианты, чтобы мы могли как-то их обсудить. Что еще? Я говорила вам, что надо как можно больше покрывать, как можно большее количество людей информации, втягивать. Никаких, неизвестно каких, ни героев труда, ни героев войны, ни выдающихся заслуженных учителей, ни начальников. Любой человек, как он считает, и как мы с вами должны считать, заслуживает того, чтобы о нем помнили. Но не бывает таких пустых мест, да, которые совсем прошел ты по этой земле, и ничего от тебя не осталось. Поэтому, что библиотека делает? Она максимально выкладывает материалы, в которых люди могут найти себя. Максимально. Значит, вот что сделал, я показывала очень хороший пример, это Гороховецкая межпоселенческая библиотека, это Владимирская область. Посмотрите, что. Это был материал к годовщине Первой мировой войны. У кого-то пафос, у кого-то там слова и выражения.
А у этих ребят, справа видно, да? Списки запасным нижним чинам на мобилизацию по Гороховецкому уезду. Списки участников уроженцев Гороховецкого уезда, погибшие, раненые и так далее. Отчасти это архивные материалы, но в значительной степени, отсылаю вас к завтрашнему нашему разговору, это материалы, опубликованные по периоду до 2017 года. Завтра, я надеюсь, вам это показать, убедить вас. Огромное количество списков различного рода, списков людей обыкновенных и знаменитых. Приличная была страна. Любая приличная страна отличается от неприличной тем, что у нее есть справочники о ее жителях. Так вот, не надо даже через архив. Очень многое можно найти и просто показать, вот подвинуть людям под руку, чтобы это все было видно. Такого рода материалы может сделать любой. Обращаю внимание, это ваши коллеги полные, это районная библиотека. Вот это вот Алтайская районная библиотека, не краевая. Посмотрите, они вот здесь, те выложили печатные списки, а вот эти вот в таком удобном виде выложили сведения об участниках войны, жителях района. Вот то, что они набрали вместе там с военкоматом, с кем-то еще. Тут и печатные материалы, из книг памяти, как это положено быть, и архивные, и масса всего. Обратите внимание, 5683 имени. Это вам не 10 героев и кавалеров ордена славы всех степеней, да? А вот так выглядит каждый, вот в этом виртуальном зале славы, каждая биография. Есть недостатки, есть, конечно, потому что вот здесь можно войти только если ты знаешь имя. А хорошо бы попробовать сделать так, чтобы нашли, не зная имени, через что-то, через населенный пункт. А кто у нас в нашем селе воевал? А кто у нас, там, я не знаю, летчиками были? Вот рассказ, я не помню, говорила или нет, вот в Мелиузе рассказывала библиограф, который делал вот эту энциклопедию «Мелиуз. Война, победа». Вот она говорит, ситуация такая. Мальчишка прибегает с мороза с санками. А мне скажите, про летчиков мне надо. Какие летчики? Она в панике. Какие летчики-то? Какие тебе летчики, мальчик? Да какие? Наши мелиузские. Вот у нее 2 секунды ответ через энциклопедию, да? Входов должно быть больше. А так вот молодцы. Вот близко, очень буквально на первой странице вот такого рода ресурс. Следующая категория. Календари, хроники, летописи. Значит, краеведение вообще стоит на 3 китах. На географии, на хронологии и на персональном. Да? То есть какие главные входы у нас должны быть всегда. Через территорию, дробно мы говорили про это, через хронологию, подробно, потому что мы должны попасть в личное временное вот это краеведческое пространство каждого, поэтому подробно. И через людей, про людей мы вот уже отчасти сказали, отчасти разговор будет еще. Как можно делать календари, хроники, летописи? Их можно делать так, как делает большинство библиотек сейчас, прошу прощения, не очень эффективно, когда делается календарь бумажный, издается в 50-100 экземплярах, потом с него делается PDF, и этот PDF лежит себе, и сделать с ним ничего нельзя, можно только читать и выписывать. Ну, почитал хорошо, использовать нельзя. Да? Поэтому календари очень эффективны, когда они именно в электронном виде. Либо это база календарная, вот я говорила про фотографическую базу, у нас не случайно сказано в руководстве, что она или энциклопедического типа, или календарная. Вот нужно открывать на сайте, да, создавать и открывать на сайте именно базу, в которую можно войти, даже если она энциклопедического входа, по возможности через дату события. То есть, если даже она энциклопедическая, нужно будет вот в этой базе сделать так, чтобы был вход через дату. Это очень важно. Это важно, знаете, столько народу пользуется этим. Вот. Профессионалы, телевидение, радио, все понятно. Что дальше надо сделать? Что делают умные люди на сайте? А они вот к этой штуковине, о которой я говорила, это ресурс важный, и лежит он где-то в трюме, солидный такой, его и целиком видно, а они делают раскрутку. Вот это вот, когда на сайте текущий месяц, вот это у Амичи, текущий месяц. И я вот дальше, видите, там ниже есть. Да? Вот, пожалуйста, такой вариант, когда можно, и смотрите, дата, события на эту дату разных лет, и где прочитать, видно, да?
На самом деле это не самостоятельный продукт. Что это такое? Это отсылочка, это другое лицо, вот она так повернулась бочком, эта база, и говорит, а вот сегодня я такая. Заходите сегодня, у меня сегодня интересно. На завтра будет другое. Значит, вот эти вот штуковины хороши, когда они свежие. Лучше всего давать с опережением. Можно на сегодняшнюю дату, мы сейчас посмотрим, как это выглядит еще в живом виде. Можно на сегодняшнюю дату, но удобно, скажем, вперед, чтобы это не было вам тяжело делать, и обязательно на следующий месяц, на ближайший, на подступающий. Вот сейчас надо было бы делать уже на самом деле на май. То есть вот на апрель уже она должна лежать, а делать надо на май, чтобы выложить хотя бы там за несколько дней, да, до начала мая. Вот, пожалуйста, тот же Рубцовск, что он делает. Вот там отсылка какая, да, чуть-чуть вот такая, где почитать. А вот эти ребята прямо выкладывают октябрь, вот это было, я снимала в октябре, да, по страницам старых газет. И ты сразу, между прочим, переходишь. Вот они делают страницы, вот это было, значит, это был 16-й год, 56-й год, 61-й, 66-й, 76-й. Можно так делать. Но в любом случае, это вот такая штука календарь, которая продвигает другие материалы. Что касается других хронологических вариантов входа календаря, я рассказывала про то, что, к сожалению, не получается с летописями. Была такая мода в начале 90-х, направление такое, она казалась перспективным, летописи населенных мест. Это тоже в этот же хронологический ряд, да? Летописи должны были включать, если помните, те, кто помнит, должны были включать историческую справку, и дальше вот библиотекарь должен был писать, вот, что там, события, вот сегодня то-то, да, завтра то-то, послезавтра то-то, и так далее, да? Вот это такая вещь. Почему она была очень торжественна, как пафосно даже, я бы сказала, распространена как такое новое что-то. Кстати, очень прилично ее делали поначалу ученики, разработки принадлежат им. А потом Белгород. И что получилось? А вот ничего не получилось из этого, потому что, вот если мы сейчас зайдем вот на это Белогорье летопись, это есть на сайте, вы увидите две вещи. Историческую справку, а ниже совсем не хронику, ее нет. Они много лет пытались это вывести, не получилось. А дальше это довольно среднего качества список литературы по конкретному там селу, да, или по конкретному району. Почему не получилось? Потому что библиотекарю очень трудно взять на себя ответственность за выбор событий. Кто я такая, чтобы за все село, даже если я здесь живу, я, конечно, эксперт, но не до такой степени я не все вижу в жизни села. Потом, непонятно, а вдруг я промахнусь, что-нибудь не то укажу. Не того человека, а он там, не знаю, проштрафится. Поэтому все свелось к двум вещам. Я насмотрелась этого дела. Вариант первый. Совершенно безопасный. О погоде. Я серьезно, я это не фигурально, о погоде. Сегодня были ранние заморозки, а сегодня журавли прилетели. А вот была небывало теплая погода, очень хорошо. Но только это не хронологическая штука. Она должна касаться сообщества гораздо больше. Второй вариант, я бы сказала, такой тоже безопасный по-своему, о передвижениях начальства. Глава сельского поселения поехал с визитом, я не знаю, поехал сдавать районный отчет какой-то, да, неважно. Дальше. На этих бедных людей библиотекарей в Белгороде навесили комиссии, создали комиссии, которые включали начальников, учителей, журналистов, и библиотекарь должен был каждый месяц начерно написанное карандашом показывать. А те, значит, смотрели. Ну, понятно, да, что никому не захотелось это продолжать. Что можно сделать, чтобы этого не было? А нужно вот эту летопись, полезная штука, вести интерактивно, точно так же открыть как энциклопедию, да, и чтобы можно было, чтобы любой человек мог свое событие туда заявить. Опять-таки двойной эффект. С одной стороны, это снимает ответственность с библиотекаря, такую вот серьезную, да, он не все видел. А с другой стороны, это безумно полезно, потому что люди совсем по-другому начинают смотреть на жизнь, когда они могут для всех заявить о каком-то событии. Конечно, будет много чуши при премодерации, но будут и полезные вещи. Будут и полезные вещи. И это такая вот полезная штука, которая на сайте может работать как такой интерактив и как возможность действительно собрать такие материалы, которые потом могут войти в ваши какие-то ресурсы серьезные. Дальше. Электронные карты и продукты на их основе.
Значит, мы с вами уже говорили, что у вас, в вашем профессиональном сознании, и у всех, кто появляется, кто приходит к вам на портал, в голове должна быть карта. Вот в сознании должна быть карта, вы все время должны вашу территорию видеть. Через карту, как я говорила, территория, да, время и люди. Так вот, территория. Карта – главный вход. Не список населенных мест, он тоже нужен, а именно карта. Поэтому карта должна быть, вот хоть умрите, но карта должна быть, и она должна быть не тупая, а интерактивная. Вы про карты знаете, потому что почти все делали или пытались сделать литературные карты. С какой стати мы решили, что литературная карта – это главное и единственное, что должно быть? Район живет, или населенный пункт живет самой разной жизнью. Карта должна быть многослойная. Карта должна быть такая, чтобы человек мог сам выбрать. Вот сейчас я смотрю памятники, а сейчас я смотрю, там, я не знаю что, действительно поэтов, а сейчас я смотрю экологическое состояние, что угодно. Эти слои можно делать постепенно. Никто не требует, чтобы вы сначала их все сделали, а потом положили карту. Можно добавлять на карту постепенно. Никаких проблем с этим нет. Вы сами можете выбирать, какие будут слои. Они могут быть просто систематические, да? А могут быть, вот так же, как с электронной библиотекой, по вашему выбору, что-то особенное. Обратите внимание, совсем не обязательно на карте выкладывать исключительно объективно существующие материалы. Смотрите, вот мы с вашими коллегами обсуждали еще в ноябре. Вот для вас, для Коми-края, вот я бы мечтала увидеть мифологическую карту Коми-края. Вот я не знаю ни одной такой территории, но вот я не была еще, да? Не знаю ни одной такой территории, где вот эти легенды и образы, вот, ну не фольклора, а мифологии, да, национальные, так привязаны к местам. Вот где-то у других народов, или там, скажем, в других местах, какой-то набор божеств, да, вот, народных вот таких вот, он где-то там один наверху на весь добрый народ какой-нибудь, да. У вас, насколько я понимаю, в Порт-Киросе свои, да, а в Сыктывдене свои, а где-то еще свои. Ну, ребята, просится карта, да, такая, на которой вы вот в этой примерно встаете на какой-то объект и видите мифы и образы, и вот этих персонажей, вот которые здесь живут. Красивый вход, согласны? Вот так можно сделать карту. Любые предания, любые рассказы, когда это не объективная информация, но это живет в сознании, и через это очень приятно, очень интересно входить. Кстати, заодно поменяли бы, мы говорили о смене имиджа, но неправда, что Коми это только край вот, лагерей или там какой-нибудь тяжелой такой добывающей промышленности. Вот, мне очень хочется, чтобы про эту вашу, вот про эту сторону жизни, вот, живую очень сознание, как я понимаю, представителей этого замечательного народа, чтобы про это знали все. Мне было бы безумно интересно говорить. Это очень привлекательно. Вот, значит, вот эта многослойная карта города Нижнего Новгорода, сделанная городской библиотекой. Посмотрите слои. Вот там внизу тип объекта, улицы и площади, библиотеки, мемориальные объекты, мемориальные доски, музеи, монументы, сколько угодно еще. Да? Дальше. А вот это вот довольно глубокая штуковина из электронной библиотеки «Польский север», Мурманская областная библиотека. Вот такой общий вход, вот эти вот стрелочки с номерами, это указание на конкретные объекты, которые они решили выделить на карте. А вот так вот мы вошли по одной из этих штук, вон 07, да, номер наверху. Сейд озеро, Исполин Куева. Что там идет? Краткая справка, месторасположение и описание, координаты географические, нетрудно, публикации, да, и все публикации засылены. Они куда ведут? Угадайте с 3 раз. В электронную библиотеку, да? Вот такая, и посмотрите внизу еще видео, аудио, сайты. Опять-таки, Мурманская библиотека. Там, между прочим, при юридическом отделе работает 4 человека. Это чтобы вам не показалось, что да? Многие из вас в лучшем положении, в смысле краеведения. Это можно делать постепенно. Нет видео, но потом будет. Сделайте экспедицию из школьников, чтобы они вам поснимали эти места. Или кого-нибудь там из туристов, да? Постепенно. Но вот это такой подход. Ну вот это, я, по-моему, говорила, это можно пропустить, это один из районов Москвы. Вот это не очень здорово, но когда укрупняешь, лучше видно. Это вот так вот набито
вот этими ссылочками сравнительно небольшая территория. Не очень здорово, поэтому нужно разводить слоями. Разводить слоями надо так, чтобы вот эти вот ссылочки не накладывались вот с такой густотой друг на друга. Чтобы можно было по слою отфильтровать, видеть все-таки обозримое число объектов. На основе карты очень много может быть хороших, интересных продуктов. Вот карта — это здорово, но дальше люди любят по карте перемещаться. Да? Что можно на этой основе делать? А можно вот на этой карте, которая у вас активная, проложить маршруты. Проложить самостоятельно, проложить с помощью пользователей. Сейчас, когда мы дойдем до конца, я покажу вам, хотела бы показать, как двигается, да, просто по ссылкам зайти. Значит, вот один из вариантов. Вот такого рода вещи очень легко делаются с помощью продукта, который называется Easy Travel. IZI. А слово travel вы напишите и так, да? Потому что там просто первое слово очень похоже на перевод английского слова легкий, да? Так вот, это не легкий, это IZI. В котором, это такая платформа, на которой не надо вообще ничему учиться. Там она готова. Вот такую разработку, вот так, поставить номера, к ним привязать. Вот, пожалуйста, гид по борде. Вот, пожалуйста, вот там мы находим. Вот третья точка засветилась, вот там, да? Видно, черненькая. А вот эта черненькая, вот она. Там старейшая Бардумская мечеть. А вот про нее уже справка. А сюда можно еще голос, звук. Может быть, там как Муэдзин особенно здорово поет, да? А сюда можно еще видео. У меня не поместилось на страничку вот этого скриншота. Любые. Я вам покажу дальше, как это замечательно работает в самых разных вариантах. Вот под это тоже не делайте сами. Киньте клич, сделайте конкурс. Лучшие маршруты по нашему району, да? Или по республике в целом. Чтобы вам такой маршрут проложили, предложили, на Easy Travel это может сделать любой читатель, это не исключительно ваш, предложили ваши читатели. А там же интересно, потому что ты должен проложить маршрут, ты не просто так его прокладываешь, ты должен его обосновать, каждую точку, да, мы будем говорить про туризм, как это можно делать. Вот вам чужими руками продукт, который будет точно пользоваться спросом. А кто-то скажет, а что ты такой маршрут неинтересный проложил? Да я больше знаю. И вот тут он неправильно написал, а тут место красивое обошел. И это тем больше оснований делать где-нибудь не по Питеру, покажу пример, как в Питере, да? А равнёхонько там, где маршруты не проложены. Там, где это безумно интересно можно сделать. Но вот никто не сделал, не дошли до вашего района какие-нибудь ужасные туроператоры. А вот это вот, например, не до путешествия. Вот у меня этот файлик так и называется, не до путешествия. Это тот же самый Алтайский район. Я как-то плохо встала. Это тот же самый Алтайский район, который делает много хороших продуктов. Уникальные места Алтайского района, среди прочего, выложены. Смотрите, исследователи, описание природных условий, памятники природы, туристические объекты, интересные об известном и неизвестном по дорогам мифов и легенд. Ребята, ну полшага, да? Вот это сейчас, это каждая рубрика по отдельности, да? И там тексты. Ну где-то вот слайд, а где-то это вот исследователи, там будут биографические справки, кто когда по этому району чего исследовал. Да? Чего оставалось? Ну полшага, да? Возьми, положи вот это все слоями на карту. Да? И посмотрите, помните, я говорила, географическая привязка. Помните, я говорила, все осаждать на географию. Вот у вас бы каждый из ваших, очень многие из ваших пунктов, или у них, уже засветились бы информацией. Так еще искать, что есть про это село. А когда мимо него исследователи, и вы через исследователей, посадили туда информацию, да, привязали, а дальше природные условия, а там какие-то особые, и тоже посадили на все, к чему это относится, и памятники природы, и тоже посадили, и глядишь, у вас карта расцвела. Оказалось, что материал-то вовремя. Вот когда так. И вот после этого, когда вы смотрите на карту, у вас совсем другое представление, сильно удивитесь. Вы увидите, что ваше представление о том, что и как обеспечено, вообще не было правильным. Абсолютно все препарировать на географию, на мелкую географию, на подробнейшую, абсолютно все позволяет именно карта. И вот я имею в виду виртуальные вот эти. Вот это понятно, да, исследователи, они двигались, да. Значит, туристические объекты были, значит, связать.
По дорогам, там, по дорогам никаких или нет, так по дорогам же. Дальше, путеводители. Вот показывала в прошлый раз, теперь могу сказать подробнее. Можно делать путеводители совершенно классического жанра. Когда путешествие, там все хорошо, экскурсия, да, но там нет вас с вашими комментариями. Вы просто показываете, раскладываете информацию. Очень удобно с мобильником, да, или с планшетом идти, путешествовать, вы показали, но хочется очень часто как-то еще откомментировать и прошу прощения тех, у кого мобильник в руках, вернуть в библиотеку к вашим ресурсам. Да? Мы же шкурно к этому делу относимся. Мы любим не только читателя, но мы хотим, чтобы нас как-то продвигать, да? Чтобы дальше была возможность как-то работать. Поэтому библиотека делает путеводитель. Она окружает эту информацию собственными комментариями. Она показывает, что она эксперт, она не просто факты может выложить, да, или картинки, а она знает про это, она может сравнивать. Вот это, я говорила, это хороший ресурс, погуляйте сами. Нескучное путешествие по Южному Уралу, Челябинская областная библиотека. Посмотрите, пожалуйста, я говорила в прошлый раз, вот может быть плохо видно, очень большая часть вещей засылена синеньким, да, это гипертексты. Вот это PDF, это в Коломео, я не помню, в чем это сделано, да, в Коломео. Значит, шуршанием, с любимым шуршанием перелистываются за уголочки страницы, все путем. Только вот это все засылено, и отсюда можно идти, вот отсюда, от списка литературы, ты появляешься вот там, куда послали, Челябинск, Челябинская областная. Вот такого рода продукты, это тоже на основе карты. Единственный недостаток здесь, вот, кстати, карты-то здесь и не хватает. Да, вот хорошо бы, чтобы лежала где-то в начале или в конце карта, с которой тоже можно было бы уйти вот к страницам путеводителя. Карта вообще должна просвечивать под всем. Ну, это не очень интересно, я это пропущу. Дальше. Что еще у нас есть? Помните, я говорила, что появились во множестве, будут валом просто валиться, приготовьте изобразительные материалы. Да? Что с ними делать? Вот я рассказывала в прошлый раз, что это вот продукт латвийской библиотеки национальной, когда они объявили по всему миру. Собираем фотографии об исчезнувшей Латвии, о том, что ничего не осталось. Откликнулись люди со всего мира. Латыши, не латыши, те, кто жили в Латвии, те, у кого случайно оказались материалы. Поступает огромное количество. Что делает библиотека? Да не надо никаких особых сложных технологий. Что она делает? Вот они, значит, грубую, вот, во-первых, карта интерактивная, и когда ты встаешь на точки на этой карте, ты сразу выходишь на тот географический объект, по которому есть фотоматериалы. Карта в основе всего. Дальше есть, смотрите, список тем, вот этот левый, и правый список мест. И по каждому, вот Лия Паль, 1058 фотографий. Так, я не знаю, Лимбажу, 451 фотография. Сразу понимаешь, где большие коллекции. Когда входишь в коллекцию конкретно, вот по конкретной теме вошел, обратите внимание, как это сделано. Аннотация есть. То есть человека просят прислать не просто фотографию, да, и, кстати, за подписью, да, то есть чтобы он подписался, кто он такой, да, связь, чтобы с ним была обратная, чтобы можно было уточнить. Люди охотно на это идут. Аннотацию. Что он знает про эту фотографию? Вот, пожалуйста, постарайтесь до последней возможности не принимать фотографии совсем голые. Если альтернатива такая, вы не примете и выбросите, конечно, берите. Но максимально надо заниматься атрибуцией фотографии. То есть, если вам принесли, расспрашивайте. Это вам понадобится для аннотации. Если вам прислали, напишите. И что в аннотации есть? Очень важно, то, что нам непривычно. Сведения обо всех объектах, которые можно на этой фотографии разглядеть. Если на ней здание, то что человек знает про это здание? Если на ней, я не знаю, там, шла бы какая-то машина, да? Вот видим, да? Что известно про эти машины в Латвии? Если на ней группа людей, что известно про этих людей? То есть фотография, изображение максимально разбирается на предметах. И мы стараемся, насколько это возможно, про каждый объект, про каждый предмет что-то выяснить. Иногда аннотация приходит вот такая большая, готовая,
с максимальной полнотой, на какую возможно, на какую готов ее автор. Иногда она приходит с маленькой аннотацией. Тогда дорабатывают сами краеведы Национальной библиотеки. Уточняют, дописывают, кому-то показывают. Во всяком случае, вот такая коллекция фотографий, вот смотрите, вот это вот школа, да, вот я выбрала тему школы, и тогда он мне показывает школы, раскладывает сам по географии. И я могу посмотреть, вот в Валмере, коммерческая школа, вот слева, да, 193 фотографии. Можно дальше еще сортировать, но уже этого, коллеги, вполне достаточно, чтобы это не лежало мертвым грузом. Что происходит с вашими фотографиями? Сказать? Масса фотографий, не подписанных никак, мы вернемся к этому, когда будем сегодня попозже говорить о сайтах. Масса фотографий, не подписанных никак, про атрибуцию я молчу. Просто картинки, да? Фотогалерея и виды города, или виды природы. Красивенько тут и очень красивенько тут. Все, это не библиотека, это не профессиональная работа. Профессиональная работа вот так. Значит, кроме коллекций, которые вот такого рода, которые сами по себе хороши, очень привлекательны. Что еще можно делать? Виртуальные музеи. Говорила в прошлый раз, обращаю ваше внимание, виртуальный музей. Это способ, почему он в этой группе? Это способ входа через изображение. Замечательный у нас был доклад на Брянском, по-моему, семинаре, нет, на Пермском семинаре. У вас сборник материалов, я в прошлый раз еще оставляла в электронном виде, кто не сбросил, сбрасывайте. Сборник материалов двух наших всероссийских семинаров, 107 докладов. Скоро этот Рязанский выйдет, там почитайте. Вот на Пермском семинаре был доклад нашей коллеги из Брянска, она по образованию музейщица, сейчас заведует отделом, о том, о виртуальном музее как способе организации большого массива материалов. Интересная идея, там говорится, они построили свой виртуальный музей как аналог обычного музея. Вот есть экспозиции, есть фонд, есть там какой-то кабинет, в общем, вот так, как положено быть. Так вот, при всем при этом, главный вход, главная фишка вот этого продукта не в текстах. Вы ко всему остальному там должны прийти, а прийти вам предлагают через изображение. Вот это вариант как раз брянский, а вот у них основная экспозиция, библиотека, архив, выставочный зал, картинная галерея, кинозал, видно, да? Структура очень хорошая. Но отсюда можно взять только эту структуру. Понятно, что где лежит, да? В архиве там и опубликованные документы лежат, да? В кинозале, ну все понятно. Потому что сам он как раз не с картинок начинается. Это все тексты, умные, хорошие, но тексты. Вот другой вариант. Это вот тот же самый Гороховец. Вот «Война, победа, память», у всех красивые названия, по названию мы сегодня еще поговорим. Вот экспозиции, у них тоже по-музейному построено. Но когда ты открываешь в экспозиции тему «Дети войны о войне», без объявления войны там какие-то, да, Брестская крепость, это не вообще Брестская крепость, это их владимирцы в Брестской крепости, то первое, что ты видишь, это фотография. И через них ты выходишь к текстам. А вот это вариант самый хороший. Когда фотографии прямо сразу. Вот это мы опять вошли на сайт Архангельской областной библиотеки. Это то, что на самом деле литературно-музейная экспозиция «Чистая книга». «Чистая книга» — это последнее незаконченное произведение Федора Абрамова, который сам он считал самым главным в жизни. И так получилось, они дружат с вдовой Федора Абрамова, она отдала массу материалов туда. Так вот, фрагменты экспозиции, смотрите, что они сделали. Они из этой темы вынули все, что ее касается. Вот о чем пишет Федор Абрамов. Он пишет про период гражданской войны. У них раз, и там коллекция гражданской войны. У него там про купечество, про вот это Архангельское, а вот. Первый год советской власти его период, а вот. Православие там, да, ссылка. Вот это все темы чистой книги. И вот тут сразу гражданская война, мы что видим? Сразу картинку. Ну, у людей такое сознание. Они в первую очередь любят входить через изображение. Вот мы и заманиваем человека через то, что ему ближе, через что. Я вот сюда, в купечество, полезла сразу, картинка понравилась.
Еще изобразительные материалы. Это я, наверное, пропущу. Это то, что мне очень понравилось как раз из ваших, рассказываю теперь всем. Кайгородская ЦБС, которая сделала серию открыток «Гривенский цикл». Замечательные совершенно, бумажные. Вот только выложили очень плохо это все в интернете. Выложили просто так, как было, видите, с перевернутой. Она же домиком, да, вот эта крышечка такая. Вот хороший вариант. Изображение, тут не фотографии, тут рисуночки. И посмотрите, как подписаны эти рисуночки. Они приводят тоже к интересному. Я вижу картинку, а дальше мне написали, что это такое. Сведения об этой деревянной церкви, когда она короткие. Рисунок составлен на основе чертежа реконструкции Георгиевской церкви, откуда, кем найдено. Вот если бы это грамотно лежало на сайте, да, эта картинка, то тут что было бы? Тут все было бы засылено, да? Майгуровым Николаем Дмитриевичем я хочу знать, кто это. Церковь я хочу знать, я хочу от нее не просто справку получить, спасибо, помогли, а уйти куда-то. И так далее. Прямо с цитатами. Интересно. Да, и, естественно, все это ложится еще, фотографии, изображения, ложатся в крупные ресурсы. Вот это Челябинск Тангоград, тоже победа. Это Центральная городская библиотека Челябинска. Много тараканов в этом продукте, не могу его похвалить целиком, еще поговорим. Но во всяком случае, вот способ класть. Еще одна возможность, я, по-моему, новая совсем, но жутко полезная. Сейчас я покажу ее антипод. Покажу ее антипод, вот на том, что мы сейчас будем смотреть живьем, да, в иллюстрации. Способ входа через текст, через цитату. Помните, мы говорили, что вы можете цитировать вообще как хотите, никого не спрашивая. Ну так если вы можете цитировать, используйте это в мирных целях в полный рост. Раз вы тут не ограничены, ну просто вот глупо было бы не воспользоваться этой возможностью. У нас был, в 2014 году был интересный семинар, мы проводили библиотечное приведение в мегаполисе. Я под него уже ссылалась, там, когда говорила про социологию и психологию, там у нас работали социологи и психологи, нас учили. Но там был очень интересный доклад нашего коллеги, социолога, который работает в нашей библиотеке, такой Дмитрий Константинович Равинский, довольно известный специалист. Неожиданный поворот, я никогда не думала. Эмоциональная история города. Вот он говорил о том, что нам важно про наш населенный пункт не только факты сухие, не только вот научить, да? Но кто мы такие, чтобы без конца только учить? Людям нужно не только это. Что он взял? Сейчас объясню, что. Людям нужно присоединиться к чьим-то эмоциям, заразиться какими-то эмоциями. Что он взял? У него такая привычка. Он, когда читает литературу о Питере, а мы все Питер любим, ну как это, да? Он выписывает места, связанные с отдельными, из художественной литературы, именно из художественной, связанные с какими-то отдельными вещами. Я не знаю, из Петербурга Андрея Белого, из кого-то там, из Пушкина. Там нет фактов. Там какие-то образы. Человек проезжает по мосту, и вдруг ему кажется, что вот это вот он уже видел, вот это вот какой-то образ мелькнул, странное ощущение. Художественный текст. Красивый, беспредельный. Такие красивые тексты есть не только про Питер. Значит, ты берешь этот текст, вот этот красивый. Что остается сделать умной библиотеке? А показать, про что это место? Это всегда хочется увидеть. Вот даже мне, я питерский человек, просто не знаю там. Когда он зачитывал вот эти кусочки, вот потребность была вообще бросить все, пойти посмотреть, где этот поворот, я пыталась вспомнить, где вот этот ракурс. Заразить эмоциями, эмоционально нагруженный текст, яркий, образный, который вам нравится, художественный. Нет художественных произведений, у вас у всех есть обязательно, у вас есть художник, у вас есть литератор. Ну, давайте в мирных целях использовать, да, литератор. Что мы все они? У вас есть люди, у которых тоже есть такие тексты, которые могут чем-то поделиться, да хоть в интервью, да? Красивый текст. Войти через него. Дальше он получит 100 килограммов наших фактов, да, и наших ресурсов, но затянуть в эту нашу паутину в хорошем смысле. Затянуть хороший способ. Вот это вот та самая Алтайская районная библиотека. Вообще последите за ней, очень много по уму сделано. Посмотрите. Душа
ездила совсем другими местами, из которых моя матушка в 1950 году в поисках лучшей доли перебралась в Алма-Ату вместе с нами и так далее. Во сне постоянно я видел Айское озеро, на его берегу, в подвальной комнате казенного дома мы и жили, и так далее. Текст как песня. Что делает библиотека умная? А она подставляет туда изображение. Следующее, да? Но не уйдешь ты от нас. Не уйти тебе. Текст красивый, а тут у тебя возможность через изображение еще войти. А дальше тоже не остановимся, потому что вот они не засылили источник. Белокопытов своя рыба река. Рассказы об Алтае, да? Надо было еще. Но вход хороший. Вход хороший. Очень удобный, очень полезный, очень живой. Ну, вот, значит, это я не то чтобы желаю удачи-то, конечно, но пишите здесь координаты, да, не записывайте, они все есть. А теперь, с вашего позволения, я закрою презентацию, вот, и открою ссылочки. Так, пока. Как я открою ссылочки? Ну, я сейчас попробую открыть. Сейчас, одну секунду. Передохните пока. Сейчас. Значит, прошу прощения, тут мои пометки, но я хочу вам просто показать некоторые вещи. Так. Значит, по электронным библиотекам. Да, коллеги, если будут ваши примеры, я старалась ваши примеры, вот не попросите комментировать ваши собственные сайты, не буду, да? Попросите, пожалуйста, все комментарии есть, можем разобрать, там, допустим, сегодня попозже. Ну вот один. Посмотрите, пожалуйста. Пример как раз не очень удачный. Это Сыктывкар, централизованная библиотечная система. Есть электронная библиотека. Ребята, у вас уже есть электронная библиотека. Оставалось сделать совсем мелочь. Не структурирована по коллекциям. Посмотрите, мы по ней пройдемся, да? Где она движется? Она не движется. Как она выглядит? А тут все. Тут есть краеведение, тут есть авторы. Но выложено просто вот так в рядочек. Мелочи. Вот, ребят, работа на один день. А выстроить коллекцию, выбрать. Если совсем мало, то хоть по 3 книжки. Да, хоть по 3 книжки, но структурируйте сразу коллекции. Мы же вход обеспечиваем, да? Мы с вами заменяем вот этими коллекциями, да хоть микроскопическими, заменяем вот этот поиск отчасти, поиск через базу данных, да? Не варите все в кучу. Да? Кстати, добавьте еще. Наверняка вы можете положить что-то еще. Есть электронная библиотека в Национальной библиотеке. Богатая. Идите туда с ссылочкой. Не ограничивайтесь только тем, что есть у вас. Кстати, дорогие коллеги, массированная ошибка. Почему-то в электронную библиотеку выкладывают только издания самой библиотеки. От страха, что ли? Что вот этим мы точно у нас с авторским правом никто не догонит и не убьет. Нет, нет. Коллекция издания библиотеки может быть совершенно спокойно одной из. Но никто не ограничивает. Вот не надо магии величия, не надо. Интересен людям ваш край, и вам интересен ваш край, и не только ваша библиотека с ее образцово-показательной продукцией. Вот, значит, вот тут не дотянули. Ну, хотя вот спасибо, действительно, и аннотации ничего себе. Но опять-таки, смотрите, об этом будем говорить. Любой текст на сайте, любой абсолютно, должен очень жестко работать. Вот лирика просто так, конечно, хорошо, но мы сегодня, вот, когда будем говорить про сайты, будем говорить, он совсем иначе строится. Он строится вокруг тех слов, которые вы хотите, на которые вы хотите приманить. Вы сначала делаете коллекцию крючочков, а потом вокруг нее
я не знаю, глаголы, прилагательные, да, предложения. Так, а не наоборот. Хорошо. Так. Дальше. Справочники и энциклопедии. Значит, если вам нечем особенно, не знаете, чем сделать, хороший вариант, посмотрите, пожалуйста, Национальная библиотека Удмуртии. Она немножко похожа на вас, ну как национальная, да, территория. Совершенно никто не сказал, что вот такое будет делать только Национальная библиотека. Они использовали платформу Web 2.0, и вот это вот воршут, это национальная такая вот, как бы такая маленькая Википедия для народа Удмуртии. Много вопросов, но во всяком случае, вот точно так же можно построить не для народа, а для народа и территории, для района. Это бесплатная штуковина, которая не требует ничего особенного абсолютно, и которая обеспечивает тот самый интерактив, о котором я говорила. Вот их энциклопедию может создавать вместе, может кто угодно, да, подключаться сюда. Как Википедию. Те же принципы, даже возможность очень хорошая, структура хорошая, правила хорошие. Вот. Посмотрите, как это делается. Дальше. Вот это вот, если говорить о справочниках, о людях, вот не очень хороший пример. Я вам рассказывала про переселенческий пункт. Помните? Про проект Приморской краевой библиотеки. Хороший проект, отличная идея, пользуется популярностью. Ценность в том, что, правда, можно зацепить много людей, которые ничем особенным там не отличились, они просто переселенцы. Они просто помнят о своих корнях. Они хотят знать, откуда пришли. Значит, что тут? А тут есть одна проблема. Значит, тут, на этом ресурсе, сейчас, открыто по-настоящему. Сейчас. Открыто по-настоящему. Вот видите, тут образование уездов и областей, список сел, алфавитный список заимок. Да? В чем недостатки? Если можно, вот это вот все в пересказе. Понятно, что сделали? Перенабили из этих источников. Лучше всего по возможности, если только это возможно, давать доступ к самим документам. Вот как владимирцы, да, как верховецкие коллеги. Давать доступ к самим документам. Исследователи, серьезные специалисты не обязаны верить тому, что вы пересказываете. Всегда подлинник, если только он возможен, если он удобен, подлинник с комментариями, если он требует комментариев, если он не очень удобен. Но лучше всего давать, вот когда вы делаете справочники, продвигаете к людям справочники о людях, да, лучше всего все-таки по возможности самоустраняться, вот не перенабивать руку, понятно, да, про что? Лучше показать само издание. Вот издание они показали. И еще одна вещь. У них была возможность, вот, это вообще важнее всего, метрические книги. Вот это как раз, да, но безумно важно. Они ограничились, при том, что у них исторический архив Дальнего Востока партнеров, они ограничились тем, что они только к обзору. И информация о том, что все эти метрические книги можно найти, спасибо за указание, шеф, да, в архиве. Что надо было сделать? Чуть-чуть еще придружиться посильнее, да, я не знаю, там, отметить что-нибудь вместе. И сделать так, чтобы архив выложил. Мы не монополисты, не надо, чтобы на сайте Приморской краевой библиотеки. Чтобы он у себя выложил эти метрические книги, это возможно. Посмотрите, как мощно работают некоторые архивы на своих сайтах. Там нет запретов, там есть условия, но прочитать метрические книги можно. И тогда библиотека дала бы ссылку. Старайтесь, и я еще хочу сказать, что чтобы у них добраться вот от области до района, чтобы понять, что там в списке, надо сделать 2 шага. А в таких материалах каждый лишний шаг лишний. Вот то, что касается источников, сведений о людях, но с самой первой страницы. Но с самой первой. Другое дело, не надо их сажать там, на самую первую страницу. Но вход, заманивающий туда, должен быть виден с первой титульной страницы. Не будет наш народ зарываться искать. Нам надо что сделать? Нам надо, я об этом буду говорить сегодня позже,
Ваши ресурсы должны лежать, как паутина, с приманкой на краях. Не посередине, а на краях. Нам надо зацепить человека сразу, когда он еще не понял ничего. Вот мы его дальше не выпустим, но зацепить надо с поверхности. Не ждать, что он там пройдет. У нас это ошибка просто постоянная. Так. Дальше. Вот хроники и календари хотела показать еще одну вещь, две вещи в Омске. Значит, открывается. Смотрите, есть еще такая дивная штука, которая называется лента времени. Очень хочется, чтобы не вы диктовали человеку, какие даты, да, вы так отмечаете. Когда мы календарем идем, шагаем каждую ленту. Это нам так удобно. А у человека личное его пространство памяти, мы говорили, мы никогда не угадаем, где оно, в каком году в этой семье были важные события. У кого-то в 33-м, у кого-то в 49-м, да? Мы ленту всю должны выкинуть. Вот, сейчас покажу. Очень мне нравится. Хронология Омского прииртышья. Понятно, что сделала. Внизу лента, и она может двигаться. Она может, сейчас еще покажу одну штуку, она по-разному выглядит. И когда ты попадаешь по ленте времени на нужный год, вот мы говорили, что мы осаждаем материал на населенные пункты, на места. Мы точно так же осаждаем наш материал, сколько сил хватит, на хронологию. Вы читаете статью, что в таком-то году состоялась выставка местного художника, там, я не знаю, в том же Котке-Росе, да? Произвел неизгладимое впечатление, поэтому люблю эти примеры. Так? Читаете? Кроме того, что вы запредметизировали правильно вечером речь, да? Что вы делаете? У вас тут же на уровне рефлекса. На Котке-Рос привязали, галочку себе поставили. На эту дату привязали, галочку поставили. Все, номер отработан. А вот, значит, это вот такой вариант, да? А вот это вот сейчас у них же. Ага, замедленная реакция чуть-чуть. Вот это, зайдите к ним на сайт. Значит, сейчас. Я вам показывала, помните, 1 октября то-то, у них и сейчас, вот сейчас у них на 11 апреля. Хронология Омского прииртышья. Значит, если вы, вот внизу это самая лента, сейчас я ее подниму. Вы по ней идете, так, какой-нибудь выбираете год. Сейчас. Да, во-первых, вот сегодня 45 лет со дня события. Чего они не доделали, коллеги? Кто скажет? Ссылки нет. Ссылки нет. Значит, когда я иду по этой штуковине, вот, пожалуйста, 1581 год. Описание событий и картинка. А вот это декабрь того же 1582 года. Видно, что это? А так мы можем еще проскочить куда угодно, достаточно дробно. Вот 1594 год, местное событие. Картинки подо все вкусные. Значит, хорошее дело. Не тяжелое можно найти, вот такие вот бесплатные программы, которые позволяют делать ленту времени. Очень хороший вход, вот как раз обладающий теми свойствами, про которые мы говорили. Так, сейчас. Дальше посмотрим. Дальше посмотрим. Помните, я говорила, что можно делать тут карту чужими руками? Это мы с вами попали в Волгу, в Вологодскую областную библиотеку. Вот карта. Карта была пока глухая. Выделены Вологда, Череповец, Великий Устюг, просто самые главные населенные пункты. Что мы делаем? Выберите туристический маршрут. Я выбираю. Вот появился маршрут. Маршруты проложены людьми, не библиотекой.
я выбираю туристический маршрут. Все пункты, да, и вот видно на этом туристическом маршруте, про что я могу посмотреть. Я выбираю один из пунктов. Сейчас. Флажок выскакивает, и что мы видим на этой картинке, дорогие коллеги? Мы видим текстовую справку, вот она, нормально написанную. Мы видим вот этот текст. Мы видим, так, очков не хватает, прошу прощения, видео, аудио и фото. Вот я сейчас могу сюда шагнуть, и пойдет текст уже звучащий. Не знаю, пойдет или не пойдет, должен пойти. Вот. Вот так сделано, и человек может предложить свой маршрут, прописать его, сделать. Это то, о чем я говорю. Ничего такого страшного, опасного, трудного нету. Еще поглядим, чего можно интересного. Я говорила, что вот пример, хороший пример Easy Travel. Вот это наша гордость. Это наша городская библиотека вдоль Фонтанки реки Гвардии в Петербурге. Продукт нашей библиотеки, чтобы тоже сильно не завидовали, не считали, что там какие-то сидят. Отдел 4 человека, которые держат на себе весь портал «Мир Петербурга», кроме того, что выполняет справки, дежурит, делают указатели и так далее. Значит, вот тут смотрите, когда входишь в расположение полков, например, да, обратите внимание, как полезно выкладывать на сайте, кроме вашей карты, которая будет интерактивная, которую вы сделаете, да, допустим, возьмете Google карту, да, мы можем посмотреть, как это делается. Безумно полезно вообще работать с картами. Отовсюду найдите карты. Я надеюсь, что Национальная библиотека сделает коррекцию карт. Не только отдельно изданных, но и опубликованных аналитически, да, понятно, опубликованных в изданиях. Удмурты сделали это в 93-м легале, 4-м, у них диск есть. Я считаю, что добрый народ Коми не должен отставать от своих собратьев, да? Коррекцию карт, чтобы вы могли заимствовать, брать туда, брать, ссылаться любым способом. Посмотрите, как интересно. И вот разметить точками можно карту любого времени. Вот многослойность, я говорила, она не обязательно только тематическая. Вы можете делать многослойные продукты. Вот эта местность на картах разного времени. Если сильно повезет, но это уже вот совсем было бы здорово, можно их совместить. Чуть-чуть эту карту побольше, эту карту поменьше, сориентировать, чтобы можно было по вашим картам уходить во время и посмотреть, как было тогда. Вот как я не знаю, там, что-нибудь на территории Кайгородского, да, вот на этой, в той же гривне. Как это выглядело на карте 1865 года, а как выглядело в 14 и так далее. Значит, вот смотрите, и как это сделано. Вот полки, вот Семеновский полк. Топография. Видите, сколько пунктов? И если я встаю на любой из этих пунктов, я вижу картинку, могу текст, и чего угодно еще. Тут звуки есть. Тут мы можем по каждому полку прослушать гимн этого полка. Вот эта штуковина Easy Travel, посмотрите, она очень легко учится. Она рассчитана, прошу прощения, на любого. Да? И она позволяет невероятно много. Только фантазию применить, и будет вам счастье. Вот. Зайдите, поразглядывайте, вот это вдоль Фонтанки реки Гвардии в Петербурге, поразглядывайте, как это сделано. Хорошее. Еще, вот посмотрите, я говорила, что совершенно потрясающие вещи делают села. Вот это сейчас мы увидим. Это село Благодатное, Новосибирской области, не помню какого района. Район гораздо длиннее, чем это село. Они, вот посмотрите, у них есть карты. Сейчас посмотрю. У них есть карты. Всякие. Вот это вот они, видите, опубликовали карту 1800, я не заметила какого года, понятно, что старую. Так, ой, прошу прощения, сейчас куда-то я с них соскочила. Сейчас, извините, коллеги, сейчас не вернусь.
Значит, у них есть карта природы, карта истории. Сейчас найду. Опять вот зарывать не надо. Когда человек попадает на ваш сайт, первое, что он должен видеть, это карта. Она должна открываться сразу. Так, сейчас. Природа благодатного. Вот, по-моему, карта есть. Да, вот. Через Google карты. Не то хотела показать сейчас. Вот. Топонимы благодатного. У них там и природа есть, и история есть. Есть топонимы. Видите, что они сделали? Они уложили на обычную гугловую карту. Вот, пожалуйста. Чего не дотянуто? Чего не дотянуто? Текстов нет хороших. Или вообще. Болото Полтава. Я хочу знать, почему Полтава. Ну что ж, ребята, да? Оставались мелочи. Исторические и всякие. Надо было вот доделать вот это. Причем материала у них уйма. Просто не додумались положить. Вот если вернуться к их текстам, то это будет видно. Водоемы. Расписано все. Справками, картинками. Оставалось сделать вот такую штуку. Я их пока не убираю, там еще интересно будет. Так. Что у меня тут? Да, вот, прошу прощения, снова очки. Ну вот тоже не дотянуто совсем чуть-чуть. Вот я говорила, это Сыктывдинская. Это Сыктывдинская вообще очень сильно работающая библиотека, с моей точки зрения. Очень грамотно. Но чуть-чуть бы еще было дожать. Опять случай обидно, потому что мелочи не хватает. Это кто? Не надо. Сейчас я еще раз попробую зайти. Сыктывдинская. Сейчас, прошу прощения. Не находится. Не хочет. Значит, придется мне сказать. Вот к тому, чтобы это дело сделать картой, вот такой, готово абсолютно все. Тексты даже различны. Там есть выделенные полужиром элементы. Что остается сделать? Вот положить это на карту, да, так как надо, и связать ссылками. Значит, это дом родной знакомый из детства, экскурсия, путешествие по городу Сыктывкар. Сыктывкарская, прошу прощения, да, Сыктывкарская. Почему она не хочет открываться? Сейчас я попробую сделать вот так. Сейчас, одну секундочку. Заодно у вас немножко уши отдохнут. Вот так вот. Открыть этот файл. Открыть этот файл. Что спрашиваю? Не хочет. Ну ладно. Ну не хочет. Тогда мы можем. Да? Посмотрите. Все открылось. Да? Открылось. Спасибо. Значит, есть, вообще говоря, неплохой текст, такой путеводительский, да? Мог бы быть нормальный путеводитель. Посмотрите. Это путеводитель. Ну, почти. Ну, вот так на взгляд не отличишь от Челябинского. Северо-западного таможенного управления. Чернов, Фишман, Ленкина, Куратова, да? Ребята, вернитесь и засыльте, а?
Вот справка. Сделайте про всех, про кого вы тут написали, а у вас наверняка материалы есть. Сделайте справочки где-нибудь, да? Ну, хоть здесь же, если нет пока фотографической базы. И отсюда туда отошлите. Будет счастье, точно. Так. Еще вариант недоделанного. Недоделанного. Историко-культурный атлас Ухты. Я еще вернусь к нему сегодня попозже. Историко-культурный атлас Ухты. Прекрасная штука, хорошие тексты, много чего хорошего. Чего нет? Атласа нет. Назвали атласом, ну, как это, назвался грустно, да? Ну, так, давай. Обидно, потому что масса материалов. Смотрите, сколько статей. Смотрите, материал просится прямо, да? Ну, все есть. Кроме того, что дом по улице Мира, адреса все. Сделайте карту города и положите. Дальше. Вот про тексты. Помните я? Да. Вот еще что. Визуальные материалы. Мы с вами говорили про что? Мы с вами говорили про фотографию в основном. И немножко про картинки на примере Глинского цикла. Еще у нас есть такая дивная штука, как видео. Народ замечательно с этим работает, вот кто понимает. Народ уже включает это в продукты. Старый пример, надеюсь, что сохранился. Сергиев Посад. Они еще лет, наверное, 10 назад, на первыми по России, они стали делать календари, знаменательные календари на сайте, и там по событиям включают видео. Ну, например, события столько-то лет назад сброшены колокола с такой-то церкви. А у них есть из хроники, не поленились ребята, из хроники нашли вот эту вот самую картинку, как эти колокола сбрасывают. Что они делают? Они монтируют вот этот кусочек в свой календарь. Впечатление в 100 раз сильнее, чем если просто вы напишете, что сброшены колокола. Сейчас видеоматериалов у вас мало того, что у вас, скорее всего, есть. Мало того, что их есть где найти. Сейчас почти во всех регионах кинофотостудии, телевидение местное. Я не знаю, кто им скомандовал, но они массово предлагают библиотекам оцифрованный архив. Очевидно, их так же, как и нас, заставляют цифровать, да? И очевидно, им тоже как-то надо отчитываться, что это куда-то входит. У них своих инструментов для этого не так много. Программы передачи тут можно использовать, но хочется, чтобы кто-то еще. Библиотеки получают по несколько тысяч вот таких вот кинохроники, чего угодно. Глупо это не использовать. Один из вариантов вот такой. Второй вариант очень хороший, мне очень нравится, свежий. Сейчас показываю. Ну вот, вариант, не буду я показывать, удмуртский. Вот, так, про удмуртский просто скажу. В Удмуртии, вот на этом самом Воршут, вот я говорила, вот это у них такое, национальная энциклопедия такая Воршут, там много чего интересного, и там вы можете увидеть видео с культурных событий. Они собирают отовсюду вот эти видеозаписи. Они снимают сами то, что считают нужным. Хороший вариант, нетрудно. Они берут с телевидения подкасты. Они просят приносить да, читателей там, своих партнеров, сдавать. И у них несколько коллекций уже. Другое дело, что они немножко выпячивают себя. Свои события в основном. Они делают события своей жизни, своей библиотеки. Культурные, удмуртские, да, новая библиотека. Вот нам надо стараться вот это преодолевать. Вот знаете, во всех продуктах. К нам придут, мы для этого делаем. Но чтобы к нам пришли, не надо работать в блог. Надо заинтересовать краеведением. Тогда придут к нам. А когда уже окажется, да мы тут, слушайте, классно-то как, а? К нам придут. Но нельзя ограничивать вход сразу в библиотеку. Ну так не приглашают. Да? Пирогами надо, а не тем, что вот ты тут стоишь. Да? Ну, стоишь и стоишь. Вот. А вот эта вот земля Колыванская, тоже я бы придержу, есть что сказать. Вот. Что у них тут есть? А у них вот здесь, это Колыванский район Новосибирской области, и у них вот здесь есть, так, проскочила, и у них вот тут есть
Сейчас найду. У них есть видеоархив. Сейчас найду, где это. Рядышком было. А вот, видеолетопись. Видите? 2015 год, например. Хроника. Вот к вопросу о хронике, кстати. Я бы это вписала в летопись. Не просто видеолетопись, а вот в летопись, про которую мы говорили, в хронику, в ленту времени, да? Что они делают? Они договорились с телевидением, с 3 телевидениями, с Новосибирским областным и с 2 местными. И они у них забирают вот эти подкасты. И вот смотрите, вот событие, да, открылась служба социально-педагогической поддержки семьи и детей. И вот сейчас можно увидеть с телевидения репортаж об этом. Хороший путь. Теперь про тексты. Вот я говорила, что есть пример наоборот. Вот тоже вам может быть полезен, у него есть своя особенность. Так, будешь, не будешь? Ну скажи. Откроешься? Ну я открываю тебя, давай. Вот. Значит, смотрите. Противоположный вариант. Это Удмуртия, та же самая, которая вообще интересно работает, она живая. У них есть такая штуковина, называется Удмуртия в цитатах. Что они сделали? Вот они описывают. Есть книжки про Удмуртию, а есть тексты внутри книжек, которые ты снаружи не разглядишь. Это такая аналитика, где иногда это несколько слов, даже не обязательно статья или очерк, иногда несколько слов. Вот они взяли из 18 века такую коллекцию ведут. Издают, у них это выходит на дисках, издают каждый раз в какое-то время, издают на дисках. Что хорошего в этом? Хорошего то, что, конечно, вот в источнике, в каком-то смысле через текст, через цитату, потому что ты попадаешь в цитату, и дальше тебе интересно отсюда еще бы походить. Проблема в том, что у них это структурировано по изданиям. В смысле литературы это понятно, да? А вот там, где у них предметный вход, я так обрадовалась, когда увидела. Он очень грубый, видно? Он очень грубый для краеведения. Краеведение кружевное, а здесь разделы. Когда я вхожу в историю, я вижу тот же самый список, но только его сегмент. Да? Вот не 100 названий, а вот спасибо, там 20. Что надо было сделать? Надо было очень точный вход сделать, да? А еще лучше надо было вот им, как Алтай, перевернуть цитату, начать с цитаты, чтобы уходить по цитате в документ, а не наоборот. А вот это вот требует очень прицельного попадания, очень тонкой систематизации, деталей или предметизации. Сейчас уже закончим, вы устали. Так, архивные материалы. Не очень хороший вариант. Сейчас покажу плюсы и минусы. Это эскетин. Сейчас откроется. Это даже не Искитим, а это село одно в Искитимском районе, улица. Вот у них такие смешные фишки, видите, буковки прыгают, все красиво. Что они сделали? Воспоминания старожилов и жителей села о далеком прошлом. Они набрали громадную коллекцию этих воспоминаний. Какие-то короткие, какие-то подробные. Публиковать здорово, что публикуют. В чем проблема? Проблема в том, что это снова никуда не ведет. Проблема в том, что это не атрибутировано так, как надо. Читать интересно, но исследователь после этого, если ему даже стало очень интересно, он без рук. Он ничего не может с этим сделать. Он не может на это сослаться. Он не понимает, что это, как это было записано, где, когда. То есть, если вы публикуете архивные материалы, вот те, которые вы накопали, вы их публикуете грамотно. Вот мы завтра будем говорить о том, как грамотно публиковать архивные материалы. Ничто не мешает выставлять их на сайте, если вы опять-таки
интригуем завтра о том, как именно ничто не мешает, или что мешает. Но вот это случай, когда богатейшие материалы, а вот смотрите, они топонимику. Вот вчера был разговор, можно ли топонимику, наше ли это дело. Да наше это дело на 100%, если грамотно. То же самое, вот не натянутость вот это. И вот еще. А вот умнее. Ой, сейчас. Умнее. И на сейчас это будет последний пример. Значит, Чистоозерная ЦБС, это тоже Новосибирская область, свежие впечатления, поэтому хочется поделиться. Когда материал, вот эта история, вот о тех, кто из школы Чистоозерной пошел на войну. Вот здесь, посмотрите, обратите внимание, мы сегодня об этом будем говорить дальше. И фотографии подписаны. Другое дело, что не полностью, да, объясню потом. И тексты собраны, и известны судьбы, и описано. Как это, знаете, говорят, можете, если хотите. Да? Все, перестаем на сейчас терзать вас картинками, мы и так уже за время перешагнули. Значит, я просто хотела показать, что сейчас возможностей работать с новыми продуктами очень много. Надеюсь, вы увидите. Так, коллеги, я надеюсь, все, да? А кто не все, тот подойдет. Тихонечко. Коллеги, сейчас у нас такая часть продолжения вот этого разговора. У нас будут ваши выступления, да, мы послушаем. Коллеги, обращаю ваше внимание, вот это сейчас не конференция, да? У нас с вами сейчас есть особая задача, очень прошу вашего внимания. Очень надеюсь, что вы меня услышите. Эти вот выступления будут не только для того, чтобы вы себе записали информацию, которая у вас нет. Я очень прошу вас настроиться критически. Критически. Представьте себе, что вы, я не знаю, кто эксперты, да? Что вам предложено повторить вот этот трюк, вот этот номер, да? Что вам предложено, скажем, перенять вот этот опыт. Ваша задача сейчас, после любого выступления, попробовать откомментировать, попробовать задать вопросы, попробовать выразить сомнения. Задача понятна? Пожалуйста, я понимаю, как раскочегариться, решиться встать, да? Давайте мы это преодолеем. Ладно? Ваша задача, с учетом того, о чем мы говорили вчера и сегодня, вот этими глазами посмотреть на то, что предложено. Значит, пожалуйста, уважаемые докладчики, можно там, можно здесь. Я сейчас сдвинусь аккуратно. Где удобнее? Акустика прекрасная, все слышно, водичка стоит. Так, пожалуйста. Так, вас объявить? Давайте я вас объявлю. Так, все знают. Так, НЭП РК, Ивеческий региональный ресурс. Наталья Ивановна Витошкина, заведующая отделом электронных ресурсов Национальной библиотеки. Пожалуйста, микрофон. Спасибо. С чего я хотела бы начать? Я хотела бы начать с того, что... Так, лучше слышно? Я хотела бы начать с того, что какие-то первые оценки дать, если позволите. Дело в том, что вчерашний наш разговор, сегодняшний, я сидела, записывала, у меня уже тетрадь закончилась, уже новую начала записывать. То есть такой полезные какие-то для себя вещи записывать. Есть вещи, по которым хотелось бы, может быть, поспорить. Вот давайте начнем, может быть, с сегодняшнего дня, то, что я хотела бы прокомментировать обязательно, что касается нашей национальной электронной библиотеки. Очень многие вещи звучат, и я думаю, что для нас это очень полезно в том плане, что остановиться, у нас как-то текучка как заедает, это для нас такая возможность остановиться, подумать, правильно ли мы что-то делаем, услышать взгляд эксперта со стороны, и как-то даже если речь идет, допустим, не о нашем конкретном опыте, а об опыте каких-то других библиотек, мы все равно примериваем это на себя и смотрим, насколько у нас это хорошо, плохо, это мы делаем, не делаем, что нам можно, какие
какие нам можно полезные моменты взять себе на вооружение. Вот хотела бы сказать, во-первых, про коллекции. Сегодня речь шла о коллекциях. То, что было бы неплохо, если бы электронная библиотека, она бы подразделялась на большое количество коллекций. И даже пример приводился в Донской библиотеке, то, что 100 коллекций, 90 коллекций. Да? Но вот я бы, например, вот почему-то в этом моменте мне хотелось бы поспорить, если вы позволите, потому что я думаю, что это не всегда может быть применимо. И это очень важно и полезно может быть для тех библиотек, у которых такой огромный ресурс, и вот очень сложно в нем ориентироваться. И вот, может быть, я объясню на примере поисковика Яндекс, да, там новости есть, поисковик Яндекс, может быть, чтобы более было понятно. Вот люблю с утра смотреть новости, что у нас в мире происходит, утром рано встаю, открываю Яндекс, и там также по разделам. Раздел «Главные новости», раздел «Общество», «Политика», «Культура», «Спорт» и так далее. И новости, вот они как бы подразделяются по этим разделам. Вот я соотношу как. Вот эти разделы – это наши коллекции. А вот эти новости – это наши файлы, которые мы размещаем в электронной библиотеке. И вот я когда смотрю то, что, допустим, какая-то новость, я ее прочитала главные новости сначала, увидела какую-то новость, потом я захожу в раздел «Политика», и я опять же вижу эту же новость. Ну, то есть помимо других каких-то, вот эта же новость, она опять повторяется. Захожу в раздел «В мире», и она опять, эта новость там есть, да, то есть она, конечно, новость может быть такая, которая может быть и тут, и там, она такая многогранная, да. И вот мне уже, честно говоря, бывает так, что какая-то новость, она и в пятом, и в шестом, и в 5, и 6 разделах, да, для меня это уже какое-то немножко такое впечатление, что вот, ну, что им писать нечего, что ли, что они вот везде, как в каждом разделе про эту новость пишут. Вот у меня почему-то вот такое впечатление, что если мы будем в каждой коллекции, вот 5-6 коллекций, допустим, везде один и тот же документ размещать, то не получится ли так, что читатель какое-то раздражение будет на себя принимать, потому что, ну, как бы, наверное, размещать нечего одно и то же, в каждом разделе один и тот же файл. Понятно, что когда мы говорим о каких-то крупных больших библиотеках, это такой большой массив информации, понятно, что это такой навигатор, который помогает нам ориентироваться. Вот, вот такое, как бы, такое мнение. Если позволите, сразу? Да, может быть сразу. Давайте, очень хороший режим возникает, да, вот ровно так и надо. Значит, мое мнение, а вы давайте спорьте, если я тут не на скрижалях ничего, да, не спущено. Такой же специалист. Смотрите, мы говорили о том, что можно по-разному одно и то же издание, да, в разных коллекциях. Во-первых, большая часть ищет все-таки то, что ей надо, не просматривает насквозь эти 90, да? Ну, редко это бывает. Заходит либо в тему, которая человека интересует уже, да? Либо заходит через новость, новенькая в коллекции. Это первое. Второе. Я не зря говорила о вводных текстах. Одна и та же книжка, да, она одна и та же, она по-разному будет показана. Вот это первая книжка в творчестве этого писателя. Здесь она в этой преамбуле, в его коллекции, будет представлена вот как первая книжка, да? А в другом случае это, там, я не знаю, единственный источник, в котором вот то-то. То есть наше дело так сделать, чтобы книжка была в каждый раз открыта под другим углом зрения. Поэтому я думаю, что это не опасно. То есть вот такая проблема возникла бы только в том случае, если бы действительно человек попытался просто читать все коллекции подряд. Ну вот я думаю, что так, что это на самом деле не опасно. Ну вот какие-то есть мнения, кстати, по этому поводу? Нет? Говорите, не стесняйтесь. Если нет, тогда мы идем дальше, да? Так, ну дальше, вот следующий вопрос, тоже как бы заметочка такая, которая нам выплывает из первой. Вот мы все знаем президентскую библиотеку, у нее тоже большое количество коллекций, более 130, и оно количество коллекций все время увеличивается. И вот у них, к сожалению, не было реализовано такое, если огромное количество коллекций, то должен быть обязательно поиск по коллекции. Потому что мы знаем, например, огромное, более 130 коллекций, мы знаем, что какая-то коллекция была, в которой был какой-то документ, очень важный для нас. И мы хотим, когда во второй раз обращаемся к этому ресурсу и хотим найти этот документ, нам очень сложно, если нет поиска, мы можем только пользоваться поиском вот Ctrl-F, да, вот как бы таким способом искать. А если вот не реализован поиск, очень сложно ориентироваться, когда этих коллекций очень много. Не судьба мне записывать. Значит, нет, нормально, все нормально. Значит, смотрите, про коллекции президентской библиотеки, так, беспартийным не говорить, они уступают далеко тому, что делают библиотеки. Вот в библиотеках уходят
кожаные коллекции, как правило, да, свои. А для президентской библиотеки они чужие. Поэтому там, к сожалению, я думаю, что и никогда там не будет хорошо, потому что вы не обязаны там делать у них, решать их проблемы, да, у вас свои сайты есть. А они, ну просто для того, чтобы краеведческий материал окучивать, надо быть в теме, да. Что касается поиска, обратите внимание, когда я показывала Архангельск, а зайдите, поглядите, и то же самое я не показала Кольский север, запишите, посмотрите. Коллекция электронная библиотека Кольский север, это Мурманская областная библиотека, да? Там везде есть функция поиска. Вот ровно это. Видели рядышком? Поиск. И осмотрите, это поиск именно по коллекции, вот по этим, да? Детальный, предметный, а не поиск через каталог. К каталогу там отсылка, видели? Это первое. Второе. Мы сегодня будем дальше говорить о том, что никакой ресурс не должен лежать один и бесхозный. Вы же эти коллекции раскручиваете. Снаружи всегда будет масса точек, мы с вами про это поговорим, откуда можно вот сюда. Тебя что-то заинтересовало, какой-то человек, тебя оттуда пошлют. Вот он сегодня выступает в библиотеке, да, от новостей. Оттуда тебя пошлют в эту коллекцию. То есть масса возможностей не промахнуться, увидеть. Потому что все эти ссылки и в поиске, вот в этой вот, да, в этой функции поиска, и там, откуда вы посылаете, забегаю вперед, но это не вредно повторить, они должны быть максимально конкретными. Они предметные в сущности, они не грубо тематические. Да, конечно, это нужно абсолютно, да, и это нужно, вот эта функция поддерживается. Ровно поэтому я говорила, что электронная библиотека окружена дополнительными вот этими вот сервисами. Ответила? Давайте дальше. Так, следующий момент, уже из другой области. Вот во второй части мы говорили сегодня о картах очень много, да? И вот это даже прям такая заметочка на карандаш сразу. У нас есть в Национальной электронной библиотеке такой раздел «Доступ». И вот я подумала, что здесь, когда у нас было это как раз точки доступа, откуда можно из республики получить доступ к ресурсу, к полному ресурсу, которое защищено авторским правом. И вот здесь я подумала, что вот как раз вот прям вот очень красиво выглядела бы карта, да, учитывая то, что если их было сначала немного, теперь уже вот 25. А вот она есть у нас. Все. Проехали. Нет, Ну, то есть, возвращаться тогда пример такой, когда вот карта, вот она как раз здесь обоснована, скажем так. Вот смотрите, еще одна фишка. Когда ты в интернете задаешь там запрос, я не знаю, купить автомобиль, да, или что-то еще, тебе автоматом первым выходит тот город, из которого ты задаешь вопрос. Когда вы видите, откуда ваша точка доступа, да, из Печоры, да, можно сделать так, чтобы Печора прежде всего видела те ресурсы, которые относятся к ней, да, на карте. У нас здесь есть коллекция собраний как раз, и есть раздел собраний библиотек и других фондодержателей. Если мы здесь кликнем, у нас как раз вот здесь по тем партнерам, которые участвуют в этом проекте, у нас как раз здесь указывает коллекция. Что там такое не загружается? По-моему, у нас здесь это присутствует. Все здесь партнеры у нас указаны, что такие маленькие коллекции имеются. Да, через карту. Дальше. Вот тогда к вчерашнему дню хотелось бы вернуться. Еще коротко. Вот очень хорошая мысль прозвучала о том, что умная библиотека соблюдает баланс между накоплением и продвижением краеведческих ресурсов. Вот хотелось бы тоже дать какие-то... Загрузились наконец вот эти наши коллекции. Если мы говорим про Печору, мы можем кликнуть на Печору и увидеть, что здесь у Печоры есть в нашей электронной библиотеке. Значит, библиотека должна соблюдать баланс между накоплением и продвижением краеведческих ресурсов. Первый момент – это накопление. Да? Если мы начали формирование полнотекстовой библиотеки в 2008 году, и на тот момент у нас за год был размещен 51 документ, то вот в прошлом году у нас уже 659 документов. То есть мы видим, что объем работы каждый год нарастает, и это связано в том числе с тем, что мы привлекаем большое количество партнеров к этому проекту. Партнеры у нас в первую очередь это наши центры общественного доступа, которые были сформированы на базе почти каждой муниципальной библиотеки, каждого муниципального библиотеки, центральной библиотеки, каждого муниципального образования. Это 20 муниципальных образований, 20 центров общественного доступа. Кроме того, у нас есть Ежинская ЦБС, в которой не был создан
создан Центр общественного доступа, но также библиотека подключилась к этому процессу и тоже формирует электронные коллекции. Затем мы привлекаем фонды Национального архива, Национального музея, библиотек вузов, здесь Карский государственный университет, библиотек Коми научного центра. И, кроме того, не только республиканские библиотеки, но и библиотеки регионов. Мы знаем все, что Коми была раньше частью Вологодской губернии, и поэтому в фондах Вологодской областной универсальной библиотеки имеются те издания, которые интересны были бы нашим читателям, которых может не быть у нас в наличии. Поэтому вот краеведы выявили эти издания, мы обратились в Вологодскую библиотеку, и мы совершили такой взаимовыгодный обмен файлами. Ну, кроме того, Архангельская областная библиотека тоже наши соседи хорошие, мы тоже находили, наши краеведы нашли издания фондов Архангельской областной научной библиотеки, которые раскрывают наш край, и мы тоже обменялись с ними файлами, поэтому вот эти коллекции у нас тоже появляются. Дальше, значит, о чем я хотела сказать. Какой вот, это первый момент, мы говорили про накопление, и уже немножко перешли на продвижение. Вот эти все наши партнеры, которые участвуют в этом проекте, нашем корпоративном, они, естественно, когда мы обращаемся к новому партнеру, количество партнеров мы стараемся увеличивать, но каждый раз получается, что автоматически и продвигаем наш ресурс, когда мы рассказываем новому партнеру, привлекаем фонды какого-то нового партнера и, получается, рассказываем о нашем ресурсе. Кроме того, мы проводим занятия по повышению информационной грамотности, в первую очередь, конечно же, для специалистов Национальной библиотеки, потому что любой читатель, который пришел, любой специалист у нас должен мочь рассказать на любом этапе даже своим знакомым о том, что у нас есть такая электронная библиотека, что что-то можно почитать у нас в Национальной электронной библиотеке Республики Коми. Вот, специалистов, потом проводятся занятия по повышению информационной грамотности для наших читателей, для школьников, для студентов, где мы рассказываем в комплексе о том, какие у нас ресурсы есть, в том числе, конечно, рассказываем о нашей региональной библиотеке. Далее вот мы проводим занятия по компьютерной грамотности для пенсионеров и, конечно же, вот в цикл программ, которую обязательно программа для пенсионеров, входит одно или два занятия по ресурсам, по порталу Национальной библиотеки и по ресурсам, которые здесь представлены, по виртуальным сервисам и по Национальной электронной библиотеке, конечно же, тоже рассказываем. Дальше. Есть группа ВКонтакте. В этой группе есть, мы тоже периодически, может быть, недостаточно регулярно, но тоже стараемся обращаться и рассказывать через группу ВКонтакте, раскрывать какие-то ресурсы. Например, такой опыт был у нас газета «Заполярье», это Воркутинская газета, она размещена и включена в Национальную электронную библиотеку, и мы, там очень интересная информация, даже вот, допустим, прошло лет 50, если посмотреть выпуски старой газет, то есть очень интересная информация, которую вот мы вычитываем в какой-то период, делали очень активно, вычитываем какую-то информацию, размещаем ее и пишем, что вот ссылочка, то, что можно более подробно почитать, вот здесь это все размещено в электронной библиотеке. То, что можно вот более подробно ознакомиться, если у кого есть, кто заинтересовался. И очень нам приятно, когда вот на какие-то такие посты, когда пишут комментарии, да, вот это вот интересно, да, мы посмотрели, что-то, когда такой отклик появляется, это очень для нас приятно, то, что мы у кого-то вызвали интерес таким образом. Кроме того, у нас есть, тоже вот, например, день рождения какого-то писателя или поэта для нас тоже является информационным поводом, может быть, информационным поводом для того, чтобы раскрыть нашу электронную библиотеку. Например, у нас есть замечательный воркутинский поэт Дмитрий Сиротин, и буквально недавно у него был день рождения, 7 апреля. У него просто замечательные стихи, они и грустные, и веселые есть. И у нас вот три таких подшивки, они у нас есть не опубликованные произведения, они входят у нас в электронную библиотеку. И мы даже когда сами вот читаем, иногда те тексты, которые к нам поступают, они просто у нас, то есть мы даже такие стихотворения у него были смешные, что мы даже там, то есть все обсуждали и отправляли вот эти кусочки стихотворений, либо целиком стихотворений своим друзьям ВКонтакте и так далее. То есть вот такой вирусный какой-то маркетинг у нас произошел, когда мы вот через это, и вот в данном случае у него было 7 апреля день рождения, мы его поздравили на страничках клуба с днем рождения и написали, что у нас вот есть отрывок стихотворения,
разместили и написали, что у нас есть такая электронная библиотека, в которой можно еще почитать, те, кто заинтересовался творчеством, можно тоже прочитать это. Вот такие примеры. Ну, я думаю, что все-таки, несмотря на то, что вот какие-то такие усилия предпринимаются, может быть, все-таки вот эта работа по продвижению, она недостаточна. Почему я делаю такие выводы? Потому что, например, если мы в поисковике, в Гугле, например, напишем, у нас есть такая замечательная писательница детская Елена Габова, она очень популярна не только в республике, но популярна еще в России. Ее произведения некоторые были переведены на многие иностранные языки, на русский, венгерский, на финский, на норвежский, на японский даже. И вот она как такой востребованный писатель, и очень часто мы посмотрели по стат-метрике, что запросы идут в поисковиках на Габову, читать Габову онлайн. И когда мы вбили все-таки у нас в поисковике читать Габову онлайн в Гугле, мы увидели, что даже не на первой странице была ссылка на нашу библиотеку, ни на первой, ни на второй, ни на третьей. Хотя у нас у Елены Габовой где-то порядка 90 произведений вошло, рассказов, повести вошли в электронную библиотеку. Вот я вот делаю вывод такой, что наверное, где-то вот мы не дорабатываем. Мы буквально недавно эту проблему обсуждали с научным сотрудником Академии госслужбы УМУАФ. Они тоже такой создают электронный ресурс, который называется корпус комязыка. Корпус комязыка — это когда вводится любое слово на комязыке, кто не знает, и система выдает, программа выдает случай употребления этого слова в контексте, в разных контекстах. Вот из такого-то текста, вот оно так употребляется. И мы уже с ним обсуждали эту проблему, он сказал, что вот как бы что сделать для того, чтобы продвигать это, как продвигать в поисковиках, чтобы библиотека, вот ссылка на библиотеку, она была выше к топу, можно сказать, чтобы она была одной из первых ссылок. Он сказал, что вот два таких момента. Во-первых, должно быть, если проходит какое-то важное республиканское мероприятие, крупное, может быть, международное, тогда вот это позволяет, на котором говорится об этом ресурсе, к примеру, да, тогда это помогает тоже его поднять в топе, этот ресурс. Вот, например, недавно проходила конференция, международная конференция, посвященная комязыку, письменности комязыка. И вот как раз вот корпус, мы как раз вот это обсуждали, корпус комязыка был где-то на 4-й, 5-й строчке, он поднялся на пару пунктов, вот, исходя из того, что очень много СМИ было приглашено, правительство участвовало, то есть это вот такое крупное было мероприятие у нас в республике. И о нем писали очень многие СМИ, и причем по несколько сообщений было ежедневно, причем потому что конференция проходила несколько дней. Вот это тоже помогло бы продвинуть ресурс. Это такой один способ. Второй способ — это когда мы на какие-то выходим блоги, мы видим, что Габова читает онлайн, ссылка, мы выходим на какой-то блог, да, что где-то пишет, не обязательно, что полный текст даже размещен там. Есть какой-то блог, какое-то обсуждение. Можно также, получается, включаться в это обсуждение, писать, что вот стихотворение, либо там произведение Елены Габовой, например, да, можно почитать вот по такой-то ссылочке. Здесь много вот есть таких. Но здесь есть тоже такой нюанс, есть такой минус. Вот когда мы так попробовали сделать, многие модераторы убирают ссылки на другие иносторонние ресурсы. Получается, что ссылку-то они убрали, а текст вот как бы он остался. Получился текст, он какой-то немножко абракадабра. Вот здесь что-то можно почитать, и ссылку убрали, и он какое-то предложение осталось непонятное. Вот. Но все равно, я думаю, что несмотря на это, надо как-то все равно изворачиваться. Может быть, есть такой путь, когда вот даже если что-то комментируют в социальных сетях, и там может быть все-таки меньше надзор такой над тем, чтобы ссылки не появлялись, может быть, мы не успеваем все ссылки убирать. Можно сделать аватар, да, допустим, на котором мы что-то пишем, наш сайт, адрес сайта или что-то такое, да, и тогда вот уже, даже если ссылку уберут, а аватар-то не уберут, аватар останется, где будет путь, где вот это что-то написано. Допустим, мы комментарий свой оставляем. То есть надо все равно как-то приспосабливаться к таким существующим условиям, я думаю, что как-то исходить из того, что, пожалуйста, прокомментируйте. Значит, смотрите, Габова я сейчас приду. Я до этого еще очень много было сказано. Вообще, на самом деле, библиотека много делает. Я смотрю из того, о чем сказано. Действительно умно ведется электронная библиотека. Вот эти все входы. Я имела в виду, что раскрутка мероприятий, да, конечно. Но раскрутка через интернет, она бывает вообще посильнее, вот продвижение, да? И продвигать надо, смотрите, у вас сколько партнеров, с двух сторон. Отсюда продвигать вас всех, вот при том, что вы
ссылаетесь сюда, какая-то часть у вас будет сами отсканировать, а какая-то часть будет вот сюда на самом деле читатель пойдет, да? Как продвигать большому небу вашему республиканскому, да, национальному, как продвигать район? В каждом районе есть книжка, которая на самом деле вот редкая. У вас она есть в оригинале, в других нету. Неправильно думать, что когда появляются электронные издания, бумажные становятся не нужны. Я не видела ни одного историка, и сама я вот по научной своей теме, да, библиографической, почти историк, да, я занимаюсь памятными книжками, я все-таки попробую найти там, где оригинальная книжка, потому что никакая электронная копия на 100% книжку не заменяет, вы это знаете. Поэтому библиотека национальная должна знать, где лежат оригиналы, и всегда можно выделить те библиотеки, которые обладают не только уникумами, но вообще редкими изданиями. Вот, скажем, я не знаю, там 2-3 на республику, это выше крыши уже для того, чтобы отрекламировать. То есть не просто указать, что есть такая участница, а у этой участницы в фонде есть некоторые редкие издания. Это в эту сторону. Кроме того, когда я говорила про приближение, да, а с другой стороны, Печорская МЦБС рядышком у себя в электронной библиотеке ничто ей не мешает написать, что район граничит с такими-то и такими-то, связи такие-то и такие-то, и вообще про другие районы, да, вы можете посмотреть и послать к добрым людям, да, взаимные ссылки. Дальше, связей таких должно быть больше. Ссылка на Печорскую МЦБС с ее ресурсами, полагаю, не только с этими, да, а с ее краеведческими ресурсами. Окей, но хорошо бы, чтобы по этой ссылке, вернее, по ссылке отсюда, можно было увидеть все коллекции, заточенные под Печорский район. Вот коллекции. Что у Печорской у самой есть, она вообще на минуточку сама знает, чего она положила, да? А вот гораздо полезнее, учитывая то, о чем мы говорили, да, это иметь возможность забрать отсюда все, что имеет отношение к нам, да? Вот это такие взаимные ссылки. Дальше. Ну вот еще, значит, то, что говорили про Габову, как продвигать вот в таких вещах. Во-первых, сразу вам, так сказать, доношу, приедет завтра Станислав Брониславович Голубцов, терзайте его, рвите в клочья. Он знает про это гораздо больше, чем я. Он с библиотечным образованием все как положено, специалист очень сильный. Но он, в отличие от меня, он таких сайтов сам и оптимизировал, и делал, и учил, преподает. Он знает вот про технику, вот про это, как продвигать. Он знает гораздо больше. Он вам расскажет про то, как находить через статистику, да, через вот все эти, как находить словосочетания, которые вот Габову. Посмотрите, какие словосочетания, что ищут вместе с Габовой, да? И садитесь на хвост вот этому, да? Сразу используйте это словосочетание и встраивайте его в свой текст, про это разговор вечером, да? Чтобы поисковая машина видела имя Габовой в сочетании с рядом стоящими, активно спрашиваемыми словами. Про это речь дальше. Дальше, откуда приходят? Блоги – это хорошо, но с блогов, вообще из социальных сетей, не очень сильное продвижение. Не очень сильное. По статистике, ну, процентов там 10-15. Самый главный приток, даже меньше. Откуда? Из поисковых строчек Яндекса, Гугла и так далее. По этому поводу посмотрите, пожалуйста, зайдите на сайт Челябинской областной библиотеки. Они мастера в этом деле. У них есть такой продукт, они создавали Челябинскую область, и другие тоже. Что они делают? Они связывают свои записи в авторитетном файле, ну, про авторитетный файл вечером, под барабанный бой. А сейчас просто. Вот у них есть какой-нибудь там человек, который создавал Челябинскую область. Ну, имеется в виду, конечно, область, там, советское время. Какой-нибудь там, не знаю, Завинягин какой-нибудь, который припомнит, да? Что они делают? Они формулируют Завинягин в Челябинской области, формулируют вот как бы такой вот запрос и кидают его так, чтобы из Википедии, из поисковой строки ты попадал вот на эту строчку. Что делается еще? Вот как это сделать, посмотрите, они и докладывали были на эту тему у челябинцев, они мастера так делать. Еще садитесь на хвост сильным лидерам интернета, Википедии. Активная работа в Википедии
обязательно отдельный разговор захотите, поговорим, у нас как-то этого нету, но вдруг найдется время. Активная работа в Википедии. Нечего фыркать, что они написали не так, и кто там какой дурак написал, а это все неправда. Задача библиотеки самой или ваших читателей активных, да, вот мы конкурс собираемся проводить на эту тему, отложили немножко, там не по нашей вине, по вине википедистов. Тогда у вас есть про Габову статья, отлично, мы дописываем туда в режиме редактирования этой статьи, дописываем Габова, вот и связываем ее с этой территорией, и добавляем свою ссылку. Википедия очень любит ссылки, то есть она любит дополнения с хорошими надежными ссылками. Из Википедии к вам придет гораздо больше народу, чем из блогов, как к ним не относись. Надо вот падать на хвост тем лидерам, они сами продвинутые, и они вас будут продвигать. Вот по Габовой вот так пока. Вот по таким людям. Я бы хотела здесь прокомментировать. Я так понимаю, что, может быть, неправильно я объяснила, то, что вот здесь вот эти коллекции, это не то, что мы нашли из нашего фонда и то, что относится к Печоре, а это как раз то, что Печора оцифровала и передала нам. А я вот ровно про это и говорю. Недостаточно. То, что Печора оцифровала и передала нам. Я поняла, что нужно еще, получается, Нужно что-то тематическое. Что о Печоре есть? Вот, чтобы человек, вот, чтобы сама Печора увидела. Да? То есть вот еще по-другому. Все возможные варианты, в том числе содержательные. Если у вас вся работа на сайте строится через точные формулировки предметов, конкретные, вам это будет легко сделать. Вот когда у вас все это структурировано по предметам, а не просто по широким темам, все связи и вся актуализация, они тогда получаются, потому что есть через что. Предмет с предметом легко связывается. Все, я комментарий закончила. Так, теперь будет еще такой момент, ровно тоже по вчерашнему дню, такой комментарий. Мы говорили о законодательстве в сфере авторских и смежных прав, и вы дали такой совет, то, что не размещать, может быть, для того, чтобы как-то обойти, а не размещать произведение полностью. Но дело в том, что мы завязаны на технические требования президентской библиотеки, так как у нас региональный центр президентской библиотеки, и мы стараемся соответствовать, и наши требования тоже были разработаны документом, который мы размещаем в библиотеку, они были разработаны на основе технических требований президентской библиотеки. И в этих требованиях такой основной пункт, он заключается в том, что электронная версия книги должна быть полностью соответствовать бумажной версии. То есть, получается, даже если пустые листы есть в книжке, то в электронной версии тоже у нас есть пустые листы. То есть в такой степени. Поэтому получается, что мы здесь вот в данном случае мы не можем, мы взяли за основу, что мы обязаны соответствовать этим требованиям. И поэтому мы не можем там половину текста убрать. Хотя у нас был такой случай, когда мы договаривались с этим автором о том, что мы будем размещать произведение его в электронной библиотеке, но он сказал, что он не так давно издал эту книжку, но он хотел бы ее еще все-таки попродавать. Поэтому мы договорились так, что мы разместим вот больший объем, мы издания разместили, а потом дальше, но это было уже давно, это когда мы только начинали, когда еще технические требования, мы там очень строго этому не соответствовали. Ну, и потом все-таки мы должны всегда учитывать мнение автора. Да? Если автор хочет продавать книжку, но он хочет, чтобы мы познакомились с ресурсом и заинтересовались, и вот потом его книжку купили. Поняла, отвечаю. Значит, смотрите. Во-первых, я думаю, что библиотека региона, коль скоро речь о ней, никогда не должна идти на глобальные условия взаимодействия с президентской или с НЭБом большим, или с кем-то еще, потому что у вас свои задачи. Значит, передавая какие-то документы наружу, любым другим гражданам, по их требованиям, ради Бога, пожалуйста, пусть у них будет то, чего они хотят, да? А вы должны иметь руки абсолютно развязанными со всех точек зрения. Вы хотите, чтобы ходили к вам за вашими ресурсами, а не в президентскую библиотеку, не через президентскую библиотеку, а просто к вам. Значит, я имела в виду, да, вы-то вообще, дорогие коллеги, в районах, вы-то от этого в принципе свободны. О чем я говорила, упоминая вот об этой цитате. Кстати, вчера, вот как это обычно, вечером нашла у себя вот эту распечатку вот этого пункта статьи, могу прочитать. Если вы имеете уже право на издание, речь о цитатах не идет.
конечно, размещайте издание целиком. Да? Сейчас или когда разрешит автор, когда у него раскрыто. Я говорила о том, что если такого разрешения нету, по закону, по статье 1275, вы имеете полное право без разрешения и без ведома автора, вот в этом случае, цитировать его сколько хотите и размещать у себя цитаты любого объема, только не полный текст. Я говорила о тех случаях, когда нет возможности полного издания. О каком процентном соотношении вы говорите? Вчера я говорила, процентное соотношение в законе не указано. Когда ссылаются на 16% или 33% или 50%, это самодеятельность. В законе, могу прочитать, у меня здесь есть как раз распечатка вот этого, в законе не указано, сейчас найду, давайте через несколько минут, ладно? Захватила. Не указано это соотношение. Где-то оно, кстати, по-разному. Вот. Найду сейчас, и тогда прочитаю. Во всяком случае, вот. Это когда вы не можете. Другое дело, когда мы говорили вход через текст, да, это совсем другое дело. Это мы как используем мы это в наших продуктах и так далее. А вот это касается тех случаев, когда мы по каким-то причинам не можем представить полный текст. Значит, для такой вот электронной библиотеки, как по модели президентской, да, конечно, это не годится. Они требуют только полный издания. Для других ваших продуктов или для дополнения, я говорю, что нет смысла ограничиваться тем, что нужно президентской библиотеке. Они пусть получат свои. А на сайте самой библиотеки вы имеете полное право дополнять, чем вы хотите еще, и, так сказать, работать шире и структурировать иначе. Сейчас вот я знаю, что в 2014 году президентская библиотека подготовила за большие деньги в течение месяца, быстренько сделала модель регионоориентированной библиотеки. Значит, я его посмотрела, у меня он где-то тут сброшен, даже могу дать почитать. Вы знаете, коллеги, за месяц и под большие гранты хорошие дела, к сожалению, не делаются. Значит, у президентской библиотеки представление о том, как работают и как продвигаются электронные библиотеки, краеведческие, у нас в библиотеках, отстали, лет на 30. Поэтому делать надо по-современному, делать надо так, как вы себе представляете. Включая ту часть, которую вы отдаете президентской библиотеке, там, пожалуйста, так, как они хотят. А вы сами не должны тормозить, иначе вы останетесь далеко позади. Примерно так. Надеюсь, что президентская библиотека беспартийным не говорите, не будем их огорчать. Они думают, что они хорошо работают. Раз уж мы заговорили о законодательстве, я тоже хотела бы еще привести такой пример о библиотеке диссертации РГБ, если можно. Вот Александр Иванович Висков, он всегда говорит о том, что, в принципе, они же тоже получается, что вот эти не спрашивают разрешения, когда размещают диссертации, не спрашивают разрешения у всех тех, кто писал эти диссертации. И Александр Иванович Висков в какой-то конференции говорил прямым текстом, что даже если какой-то автор обратится к нам и скажет, что вот я не хочу, чтобы вы разместили мою диссертацию неправомерно, я не хочу, чтобы вы ее размещали. Он сказал, что мы просто уберем эту диссертацию, и наша огромная библиотека, которая уже почти к миллион диссертаций в настоящее время содержит, что она от этого нисколько не пострадает. Я про это вчера говорила, про то, что вы... Я вам только говорила об условиях, да? Президент РГБ, я должна сказать, что они уже столько раз судились, между прочим. К ним действительно обращаются. Дело в том, что они не выполняют того требования, о котором я говорила. Они не снимают, когда у них к ним обращаются, они не снимают, а начинают там судиться. Поэтому получают они по голове в полный рост. Библиотека вся в судах по этому поводу. Я говорила о чем? Что вы тогда просто ссылаетесь на то, что вы по каким-то причинам не могли получить разрешение. Вот я открыла, нашла. Читаю пункт, про который я говорила, 12.75. Могу сбросить. Образовательные организации при условиях отсутствия цели извлечения прибыли вправе без согласия автора и без выплаты вознаграждения
но с обязательным указанием имени автора, произведения которого используется, и источника заимствования, создавать копии, в том числе в электронной форме, отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно опубликованных в сборниках, газетах и других периодических печатных изданиях, коротких отрывков из иных правомерно опубликованных письменных произведений с иллюстрациями или без иллюстраций, и представлять эти копии обучающимся педагогическим работникам и так далее, все это можно и библиотекам. Значит, короткие отрывки я могу сделать текст, разбить на 15 коротких отрывков, да, но только не надо совсем-то, да, без фанатизма. Пожалуйста. И с разных сторон показать это произведение. Вот вы здесь цифры слышали, что такое короткий отрывок? Нет. Нет. Кроме того, тут упоминаются про небольшие издания, да? Пожалуйста. А по статье вообще нет ограничений по объему. Ну вот так. Вот так. Ну вот. Дальше. Вот еще, может быть, комментарий хотелось бы получить по поводу обязательного экземпляра, то, что были внесены недавно совсем изменения. Значит, смотрите, ситуация с обязательным экземпляром сейчас такая. Ну вот свежая. Ситуация такая. Сейчас создан, по-моему, в июле, и действует федеральный закон вот, об электронном обязательном экземпляре. Речь идет не о том, ну, понятно, что должны поставляться все электронные издания сами по себе, но там еще одна фишка. Издательство, которое издает, издающая организация, которая издает на бумаге, 2 экземпляра электронных, очень смешно. Что такое 2 экземпляра электронных, да? Физически представить невозможно. Посылает один в книжную палату и один в РГБ. Наша библиотека отказалась, правильно сделала. Значит, вот это все принимается. Сейчас будет очень много нового, связанного с электронными обязательными экземплярами, потому что такое электронное издание, это никто толком не понимает. Расплылись понятия. Поэтому, скорее всего, будет действовать такой заявительный принцип. Если издатель считает, или автор, что это у него издание, он вот как бы заявляет, предлагает это вот в таком виде. Значит, да, а с электронными копиями ситуация такая. В течение 7 дней после выхода бумажного издания в свет. Это решает очень многие проблемы комплектования крупнейших библиотек, потому что иногда бумажные издания не доходят и через год, иногда они не присылаются вовсе. Это хорошая возможность. Я разговаривала со всякими там крупными специалистами, была на этой конференции, спрашивала их, естественно, вот с точки зрения региональных библиотек. Есть ли надежда, есть ли перспектива, есть ли возможность, вообще можно ли ожидать, что как с действующим законодательством, со старым, федеральный уровень есть, и регионы все повторили у себя, да, не повторили, а сделали для себя. Можно ли рассчитывать, можно ли ожидать, что вот этот закон тоже будет повторен? Что местные производители обязаны будут посылать точно так же в 7-дневный срок. Мне сказали, да, нет никаких... Их не очень интересует, честно говоря, региональный уровень, вот тех ребят. Важные они очень. Но они не видят никаких проблем с этим. И я думаю, что вот эту проблему нам надо будет еще хорошо расковырять и разобраться вот на семинаре на Омском, который у нас будет осенью. Я уже звала туда специалистов по обязательному экземпляру. Хочется, чтобы они нам объяснили, потому что сейчас такой момент переломный. Вот понятно, да, что-то сейчас будет происходить с этим. Какие-то регионы быстро что-то сделают, какие-то задумаются, как это делать. Наверное, нам нужно обсуждать. Ну, будет ли муниципальный такой вот экземпляр, вот как он сейчас есть, по аналогии. Вот это надо, это сейчас близкая задача для крупных руководителей региональных библиотек и для законодательных собраний. Надо будет посмотреть, какой будет первый опыт, пообсуждать. Вот посмотрите, здесь даже если мы говорим о федеральном уровне, здесь ведь есть такое противоречие между, получается, тем изменениями, которые были включены в закон о обязательном экземпляре и 4-й части Гражданского кодекса. Потому что, с одной стороны, издательства должны вроде как передавать, а с другой стороны, автор, может быть, и не хочет, чтобы его издания передавали, он имеет на это полное право. Там вообще противоречие на противоречии, потому что передавать-то будут... Почему мы отказались, наша библиотека? Потому что передавать-то будут, но РГБ вообще, книжная палата вообще не обслуживает, как вы знаете, у нее нет этой проблемы. А РГБ не будет иметь права показывать нигде, кроме как в своих стенах. И толку от этого
государства. 0. Поэтому там из-за этих противоречий пока какая-то глуповатая ситуация, честное слово. Этот вопрос сейчас обсуждается, и, видимо, будут какие-то перемены в законодательстве, связанные с этим дальше. Вот они это получили на свою голову, а что с этим фактом делать, не знаю. Ну, вот так. Понятно, большое спасибо. Я думаю, что мой лимит, наверное, закончился, у нас еще другие проекты да, интересные. у нас тут еще, знаете, да, у нас было. Спасибо. Спасибо. Так, смешно, конечно, с двумя парами очков. Хорошо, не стреляют. Так, Елена Александровна Выборова, проект «Литературные прогулки». А давайте-ка вы тоже включайтесь в разговор, чтобы это не был парный конференц, ладно? С вашей точки зрения, вот смотрите, слушайте, вопросы задавайте. И докладчику тоже. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня я покажу педагогический ресурс для молодежи. Литературные прогулки по республике Коми. Этот ресурс сейчас активно рекламируется, и я думаю, что вы на него уже заходили. И это хорошо, потому что сегодня в контексте выступления Надежды Михайловны у вас появится новый взгляд. И надеюсь услышать замечания и предложения от вас тоже. Проект «Литературные прогулки» получил грант главы Республики Коми в области библиотечного дела в 2016 году. Это корпоративный проект, результат работы не только Национальной библиотеки, но и поисковой деятельности библиотек городов и районов Республики в целом. Большое спасибо вам, коллеги, за предоставленную информацию. Сайт дает возможность совершать виртуальные путешествия по карте, на которой отмечены памятные места, связанные с жизнью и творчеством писателей и поэтов республики. Как мы увидим, да, на второй странице. Куратова, Савина, Дьяконова, Жакова, Луна. Это и путеводитель по улицам и культурным достопримечательностям городов и районов республики, и справочник с описанием жизни и творчества, и свидетельство проявления литераторов нашего региона. Главное же достоинство нового интернет-ресурса в том, что материал представлен в игровой форме. Теперь у молодого поколения есть возможность постигать основы нашей культуры, заниматься краеведческой литературой, знакомиться с ней через интересную для них форму. На первой странице сайта представлен справочный материал о проекте, условия игры и поиск. Кликая мышкой на ссылку «Как играть», мы узнаем о особенностях игры. Нажмите на значок на карте и выполните задание. Сразу не получилось? Рядом подсказка, в которой есть и ответ на вопрос, и интересная информация о литературных достопримечательностях нашей республики. За правильные ответы вам будут начисляться баллы. Справились со всеми заданиями, получите диплом победителя игры. А для этого нужно зарегистрироваться на сайте. Диплом придет по электронной почте. Заглянем в поиск. Здесь мы можем найти информацию о любой достопримечательности республики, что очень удобно. Например, поконкретнее, да, улица Куратова, да, где они у нас есть в республике. В Сыктывкаре, Перетель, Печоре и Ухте. Или Карткирос. Все литературные достопримечательности Карткироса, связанные с именем Савина, есть, Лебедева, Сухановой. Разного вида, да? Это и улицы, и мемориальная доска, и центральная библиотека имени Лебедева, библиотека имени Сухановой, музей, бюст, памятный знак. Итак, чтобы посмотреть саму игру, нажимаем на ссылочку «Играть». Сверху справа будут фиксироваться наши результаты. Сейчас мы выполнили 0 из 114 заданий. 114 заданий – это много, поэтому можно через ссылочку войти, зарегистрироваться сразу. А можно это сделать в любой момент игры, выполнить несколько заданий. Тогда будет возможность закончить игру в следующий раз, не потеряв сегодняшний результат. Привлекательность заданий еще и в том, что они не трудные. Ответ всегда есть в тексте подсказки. Давайте поиграем, чтобы посмотреть, как это работает. Начнем со столицы Сыктывкара и найдем школу номер 1 имени Ивана Алексеевича Куратова. Школа имеет свою богатую историю, год ее основания 1858. А 2 января 1940 года в школе было присвоено имя Коми-поэта. Вопрос в
связи с чем школе номер 1 было присвоено имя Ивана Алексеевича Куратова? Видно ответ, да? Ну, прикладайте. Да, все правильно. В связи со столетним юбилеем коми-поэта. Потому что он родился в 1739 году. Литературный помощник, это совершенно верно. Он будет сопровождать нас постоянно, либо одобрять, либо предлагать подумать еще. Следующее задание, по портрету, конечно, сориентировать. Кто из известных комик-писателей учился в школе номер 1? 3 варианта. Елена Козлова, Иван Пономарев, Елена Габова. Скромный тихий ответ, да, Елена Габова. Есть ссылочка подробнее. Некоторых заданий есть ссылки на сайте, где мы можем подробнее ознакомиться с интересными фактами из жизни писателей или дополнительным каким-то краеведческим материалом. Здесь сайт предлагает ссылку в этом задании на сайт Национальной электронной библиотеки, которую мы только что видели, где все желающие могут прочитать в электронном виде полные тексты произведений Елены Габовой. Отлично. Памятник Куратору, да? Посмотрим здесь, какие у нас задания. Их два. Один в Сысольском районе, другой в городе Сыктывкаре. В Сыктывкаре он находится на Театральной площади перед театром оперы балета. Итак, перед вами небольшой отрывок, его старое название, из стихотворения «В час, когда в огне кромешно». Это стихотворение написал Федор Щербаков, автор многих песен, торжественно открытие памятника. Какая первая строчка? Мы можем переставлять. Пока неправильно. Первая строчка, видите, она красная, зелененькая, значит, она и есть. И стоишь ты, дальше что будем писать? Это вот молодежь не справляется? Глядя, да, правильно. Дальше. Старая свободная. На высоком пьедестале памяти народной. Справились с заданием, можем его закрывать. И отгадано у нас уже 3 из 114, и красный значок превратился в зелененький. То есть с этим мы уже справились. На сайте мы найдем не только такие задания, а кроссворды, аудиофайлы со сказками комик-писателей, и ребусы, разные творческие задания. Все направлены на привлечение к нашей культуре, к чтению произведений комик-писателей и поэтов. Давайте откроем мемориальную доску, посвященную Серафиму Алексеевичу Попову. Это тоже у нас показ Сыктывкар. Она находится в историческом центре города, здесь, по улице Советская, дом номер 22, совсем рядом. Этот дом знаменит тем, что в нем жил известный комик-поэт Серафим Алексеевич Попов. И вот задание: определить песню, написанную на стихи Серафима Попова. С вами интересно, да, это «Как же Шинес», если вы не угадали, давайте мы прослушаем. Здесь не все можно прослушать. Сайт дает возможность прогуляться не только по столице, но и по другим городам и районам республики, предлагая самые разнообразные формы занимательных периодических заданий, некоторые с применением конечного языка, перевод дается. Так, Усть-Кумский район, Жешевская библиотека, опять же, филиал имени Серафима Алексеевича Попова. Он родился в Жешевце, а жил в Сыктывкаре. Поэтому и там есть достопримечательности, связанные с его именем. Долгое время Серафим Алексеевич был редактором известного журнала на каком языке. Его название на каком языке звучит как «Бойгов Кончув». Как оно переводится на русский язык? Северная звезда. Порядок. Традиционная северная звезда. Угадали. Отлично. Кайгородский район. Здесь творческое задание на сообразительность. Дом-музей Ивана Григорьевича Торопова, который жил в селе Кайгородок. Здесь находится родовой дом писателя. И вот такое задание.
задание сейчас верну. Начиная со слога «сде» и читая каждое третье сочетание, вы прочтете жизненный девиз писателя маленький. Обзор. Сделать. Дальше. Делать так, чтобы Так. не Дальше. пришлось его переделывать. Так, чтобы не пришлось. Уже там слово пропущено. Уже сначала по памяти не видно, да? Уже его молодцы, справились со сложным творческим заданием. Литературный помощник нам сказал: отлично. Прилузский район. Здесь мы читаем и анализируем отрывок из произведения Василия Юркина. Чьими именами славится этот район? Можно сразу увидеть. Илькана, Юхнин, Дьякона. Повторяется, да? Так, родовой дом Юхнина. Памятная доска на этом родовом доме тоже установлена. Здесь есть все фотографии, сфотографированные библиотекарями, именами самими. Из какого произведения Юхнина данный отрывок? Илья обернулся, и в глаза ему ударила меркавшая среди деревьев алое пламя. Что угадать, да? Вера бежала к нему, и в руке у нее огненным мечом разбивалась стенка. То есть можно угадать даже из текста. Это произведение «Алая лента». Молодцы. Ударский район. Здесь в селе Будка родился Альберт Фадеев, народный поэт, Республики Коми, Центральная библиотека, на здании библиотеки размещена памятная доска, посвященная Ванилину. И именно Альберт Фадеев является одним из инициаторов проведения районного праздника формы книги. Очень интересно, он получил статус республиканского. И вот здесь такой вопрос. С какого года проводится праздник комик-книги? Не могу показать, да, приводится три варианта. С 2000 года, с 87-го или с 90-го. Он проводится с 87-го года, да? Следующим заданием является собрать фазу праздника, логотипа праздника. Все показали. Значит, можно с вами подводить итоги, да? Сайт совсем недавно появился в интернете, но уже обрел своих поклонников. Это в первую очередь молодежь и педагоги, руководители детским чтением. Учителя и библиотекари, потому что этот сайт готовое мероприятие, а молодежь, потому что любит играть и заинтересована в пополнении своего портфолио. Сайт появился в августе 2016 года, но на первом этапе был сделан только город Сыктывкар. За 4 месяца посетило 1250 человек. В декабре была презентация сайта с литературными достопримечательностями по республике. И за последующие 3 месяца посетило еще 1000 человек. Регистрируются, конечно, далеко не все, потому что это в первую очередь не игрушка, как оказалось по результатам анализа статистики сайта, а только 2% посетивших сайт. Всего на сегодняшний момент зарегистрировалось 49 человек. Из них 14 дошли до конца и получили дипломы по электронной почте. Среди них большинство девушки и женщины. Наблюдая поведение людей, заходящих на сайт через веб-визор, через Яндекс.Метрику, мы заметили, что многие посещают сайт не для игры. В первую очередь, да, приходят сюда за краеведческой информацией и скачивают ее для себя. Это естественно, потому что более половины, даже более информации нет в интернете, на уникальном. Сюда не попадают случайные посетители, это тоже из анализа статистики. Запросы, которые люди набирают в поисковой строке, целевые, они соответствуют содержанию сайта. Поэтому, вероятнее всего, нужную информацию или часть информации они находят. На сайте много ссылок на другие наши краеведческие сайты. Вот одно я показала, Национальную электронную библиотеку, на культурную карту, на портал Национальной библиотеки. Ресурс находится в работе, он будет изменяться и пополняться. Мы предполагаем разместить на сайте ненавязчивую карту обратной связи, так как сайт должен жить и развиваться. И сделать гибкую систему награждения в связи с тем, что у нас все больше и больше литературных объектов. Добавить некоторые формы интерактивных заданий. Мы получаем отзывы и предложения
предложения по усовершенствованию сайта пользователей. И я надеюсь, что сейчас замечания и предложения прозвучат. Для нас это будет очень полезно и важно. Спасибо. Идеи есть? Ну, точно есть. Глаза вверх. Да, если видели, вы можете сказать. Есть идеи. Смотрите, что бы вы добавили? Вот, скажем, к системе награждения чего не хватает? Мы про что вчера говорили? Народ любит себя показывать. Ну, фотографии, конечно. Смотрите, что надо было бы сделать. Коллеги, во-первых, продукт отличный, да? Коллеги на верном пути. Смотрите, что надо. Во-первых, подстегнуть конкурсом, да? То есть, чтобы был рейтинг. Вот чтобы регистрировались. Чтобы был рейтинг. Самый там, да, вот крутой, кто отвечал. И чтобы люди, вы послали диплом по почте, это классно, он его повесит на стенку. Но человеку-то хочется, чтобы вот тут все видели. Значит, рейтинг и те, кто попадают в топ, я не знаю сколько, да? Вот они сделали, прошли барьер вот такой-то, их фотография появляется. Вот ты там ответил на столько, а там появляется фотография. И, кстати, действительно точно, сделать карту, вот чтобы было видно, откуда отвечают, да? И конкуренция, чтобы шла персональная, а еще и по районам, да? Наши там, да? Я бы вот в эту сторону дополнила. Вот, я же говорила, надо бить вот в те точки, которые работают. Особенно молодежь. Им так важно вообще, чтобы все видели. Надежда Михайловна, а если мы размещаем персональные данные, получается, да? Вот этого победителя. С согласием. Согласие. Нет, так вы напишите в условиях, да, что мы, значит, мы разместим фотографии, да, если вы не возражаете. Вы же должны от него получить эту фотографию, да? И он при посылке должен написать «не возражаю» для размещения на сайте. Да? Все. С персональными. Еще раз. Если вы спросили разрешение во всем, в размещении книг, в размещении чего угодно, в размещении персонала, если вы спросили разрешение, вообще нет проблем. Не существует. Конечно, если вы не устно спросили, а хоть в каком-то виде, да? Да, да, да. Вот такие, а вообще вот... Да, да, конечно. То есть человек, когда присылает, он должен просто написать, что он присылает для размещения, да, или согласен, да. Все, все вот. Еще есть какие-то идеи по поводу этого продукта? Можно что-то еще сделать? Или вот так как бы... А? Быть больше исторических фактов. Больше исторических фактов. Знаете, как да. раз вот Виктор сказала, что именно заходили, чтобы узнать что-то. Ну, как Большинство для этого не заходит. может быть, добавить игра и факты не помешают друг другу. Все-таки игровой сайт, да, мы хотим сделать сокращать. Проблема потом встала. Я думаю, на культурной карте может ссылку вообще с подробными памятными местами, там уже более подробно от карты будем там. Мне хотелось узнать больше. То, что там. Верно, абсолютно. Значит, можно здесь от текста, именно от текстов справа, гиперссылки, да, куда-то, где об этом больше, да, опять-таки разметить, мы говорили. Второе, я бы усилила действительно здесь игровой момент. Ходят вот так, а хочется, чтобы еще играли, потому что, ну вот коготок увяз, все птички пропасть, ну уж пусть уже окончательно вот прямо всеми лапами туда попадут. Между прочим, вот мне чего не хватает? Я бы сказала, что сложности. Слишком простые задания. Может быть, в перспективе, знаете, как во всех этих играх, да, выбрать уровень сложности. Да? На первом уровне я прошел, мне же важно, я на таком уровне играю уже, а я на таком уровне, а ты на каком уровне играешь? А ты еще на первом, а я уже там на 13. Посложнее задание, покруче. Вот. Тоже диспут, насколько сложно должно быть задание. Несколько уровней. Людям было удобно, либо интересно. Посмотрите на игры вообще, да, вот на всякие такие электронные. Вот это там, это то, что нравится. Кстати говоря, действительно, вообще полезно в библиотеке иметь несколько читателей, экспертов, условно говоря. Это не обязательно там понтовые какие-то люди. Это может быть какой-нибудь умный старшеклассник из ваших читателей. Несколько таких, вот незримый такой колледж, да, которых можно было бы спросить, посмотрите, пожалуйста, старшеклассники, ребята, какой-нибудь класс умный, да, посмотрите, что бы вы здесь изменили. Вот их использовать вот для
Точно так же, как, между прочим, забегая вперед, несколько пожилых людей с плохим зрением, с неважным. Они не инвалиды по зрению, просто вот такие же вот мартышка и очки, да? Пусть посмотрят и скажут, чего им неудобно на сайте, да? Вот такие экспертные группы, вы можете им сказать, что они эксперты, а можете просто держать несколько таких человек разных и спрашивать их, чтобы они вам отрецензировали ваш сайт или конкретный продукт. Они не будут знать, что тут не так, что профессионально не так. Вы поймете, что им неудобно. В практике мы так делаем. Играла с старшеклассниками и смотрела на их реакцию. Многие из них не видели вот это вот, да, правая сторона. Игра снова появилась много позже, только потому, что руководители детским чтением, они выбрали 6 заданий, они же хотят их на уроке представить, поэтому им нужно обнулить. И вот таким образом на практике все и Просто менялось. когда без вас человек, да, играет, у него немножко другое. Я вот пробовала когда играть еще первый раз, когда Вы увидела. видели задание? Мне было, да, я не увидела задание, я не сразу поняла, где они задания И сидят. после этого мы здесь написали слово задание. Да, я не поняла, мне не понравилось тогда, что ты уходишь в правила, и тебе надо опять вернуться, чтобы начать игру, да? Здесь А хорошо, вот прямо из попробуй. правил ты прочитал и тут же начать игру, да? Вот если хочешь, то есть сдублировать эту кнопку. Но в целом, я не знаю, мне нравится эта затея. Я как-то вот уже коллегам хвасталась с вами. По этой теме, да. Все-таки она построена на мемориальном материале. Я бы завела живую жизнь сюда, в игры. Вот, например, текущая. Вот у нас же много литературных событий проходит в реальном времени, да? Ее можно без разных формат завести, это блокеров. Вот все говорит в центре библиотеки, потому что она делает какие-то мероприятия уже сегодня, да? Она зарежирует, работает. Другие библиотеки тоже так работают. Вот, например, тот же чтение у нас там мотивационное состояние, с которым каждый кто идет. Можно уже с этими чтениями завести какое-то задание и завести в живую жизнь. Мы уже подсказали кому-то, что вообще библиотека проводит такие мероприятия, вообще да, и участников туда завести этих чтений. Ну и так дальше. Не только чтение, там, литературное событие разное происходит в реальной жизни, и прямо завести туда. То есть сегодняшнюю жизнь. Потому что у нас работает только мемориальный материал. Вот абсолютно точно. Вот знаете, чуть-чуть, я не знала, как это сказать, вот Ольга Рудольфовна абсолютно, вот просто замечательно. Знаете, самую малость скучновато, чуть-чуть, да, тексты такие академические, вот почему ходят читать, да, ведь когда мы что-то объявляем, это вот для этого, да, мы можем объявлять, разобъявляться сколько угодно, но люди видят стилистику, вот они ловятся на стилистику, да, вот они приходят читать, потому что эти тексты заточены на чтение. Они такие справочные. Их надо чуть-чуть с интригой, чуть живее. И действительно, можно сюда не только вот такие вот академические сюжеты, да, какие-то свежие, какие-то актуальные. Ну, я не знаю, события какое-то, в связи с событием. Вот сейчас состоялось такое событие, привязанное к этому месту, да, и вот это вот свежее. Да, точно, вот это вот, мне кажется, что это хорошая штука. То есть это очередной случай, когда карта, даже такая игровая, раскручивает все вместе. Спасибо большое. Дальше. Да. Галина Рудольфовна, как раз Спасибо. Мы немножко выходим из регламента, но мне кажется, что очень полезно. Наряду с традиционными формами работы активно создаются в нашем ЦБС электронные издания. Они создаются с целью сохранности и скорости получения необходимой информации. Наша задача – обеспечение оперативного доступа пользователя различным социальным групп к информации о Кашкировском районе, как в самом районе, так и за ее пределами. Всего библиотеками Кашкировской ЦБС выпущено 12 электронных изданий. 8 из них по краеведению. 10 электронных изданий зарегистрировано в информрегистре и депозитаре электронных изданий. Им присвоены номера государственной регистрации. Все электронные издания размещены на сайте МУ Кашкировской ЦБС в разделе
ресурсы, где даны ссылки на страницу сервера на полный текст издания. Начну в обратной хронологии выхода изданий. Самая новая из них – это литературная карта Каркировского района. Издана она в 2014 году. История литературной жизни Каркировского района и современная литературная жизнь богата и разнообразна. С Каркировским районом связаны судьбы многих известных поэтов и писателей. В библиотеках собран большой материал по творчеству писателей. Это статьи из периодических изданий, архивные документы, фотоматериалы. Желание собрать именно этот имеющийся материал натолкнуло нас на создание этого продукта. Издание знакомит с профессиональными писателями, самодеятельными авторами района, содержит полнотекстовые издания, посвященные жизни и творчеству писателей, информацию о памятных местах по увековечению памяти писателей. Здесь можно также найти информацию о мероприятиях, посвященных юбилею писателей, помощь в развитии и поддержке одаренных детей, которые занимаются литературным творчеством. Так выглядит наша литературная карта. В карту мы можем зайти как по разделам, которые представлены в левой колонке, также при наведении на предметы, которые размещены на этой же странице. Например, фотоальбом, раздел «Персональный», карта района, раздел «Литературная география», календарь, литературные события и так далее. Карта состоит из следующих разделов: литературная география, персонали, литературные события, школа творчества, памятные места, наши издания и читальный зал. В разделе «Литературная география» представлена карта Каркировского района, где размещены населенные пункты, которые связаны с биографией того или иного писателя. При наведении на населенный пункт можно узнать информацию о том, имена каких писателей связаны с тем или населенным пунктом. В этом же разделе указан общий список населенных пунктов, где дается краткая историческая справка об истории образования села, поселка, и в конце каждой статьи дается источник информации. Каждый персональ включает портрет писателя, биографические сведения с характеристикой творчества, список произведений писателя, литературу о жизни и творчестве. И здесь же выборочно можно прочитать полнотекстовые статьи из периодических изданий, сборников о жизни и творчестве писателя на коми и русском языках. В конце каждой статьи тоже дается ссылка на источник, где была опубликована эта статья. Самодеятельных авторов у нас в районе тоже немало. Некоторые пишут рассказы, стихи, сказки, юмористские, пьесы. Раздел содержит фото автора, краткую историческую биографическую справку. Можно прочитать рассказы, стихи у автора. Разрешение на публикацию получено от авторов. Также можно прочитать статьи о жизни и творчестве. Раздел «Литературные события» рассказывает о мероприятиях, посвященных юбилею писателей. Это и лебедевские чтения, сухановские чтения, и мероприятия, которые посвящены юбилею Виктора Алексеевича Савина и так далее. Наглядное представление об этих мероприятиях дает фотоматериалы, которые опубликованы тоже на этой же странице, после каждого раздела. С организацией проведения ежегодного обучающего семинара для детей, который занимается литературным творчеством, знакомит раздел «Школа творчества». Включена информация с 1997 года, когда только мы начали проводить эту школу творчества. За это время уже издано 6 детских поэтических сборников. В тексте даны также ссылки на полный текст этих сборников. Включены избранные полнотекстовые статьи из периодики и фотоматериалы проведения этих мероприятий. В разделе «Памятные места» размещена информация о мемориальных досках, памятниках, по увековечению писателей. Раздел «Наши издания» содержит информацию о полнотекстовых изданиях, которые были выпущены в нашей библиотеке. Это электронные издания и печатные издания. Все они посвящены творчеству наших писателей. Всего размещено 25 печатных электронных изданий.
изданий. Если мы перейдем в раздел «Читальный зал», то сможем познакомиться с текстами избранных произведений наших литераторов, небольшие отрывки, рассказы. Также карта снабжена у нас алфавитным указателем, где перечислены фамилии тех авторов, поэтов и писателей нашего района. Через алфавитный указатель тоже можно зайти на страницу того или иного автора. В географическом указателе дан список населенных пунктов, при наведении на которых можно познакомиться с краткой топонимической характеристикой того или иного населенного пункта. Следующее электронное издание выпущено в 2013 году Сторожевским филиалом МО Картгеройской ЦБС. Это персональное электронное издание Осипов Александр Георгиевич, выпущено в 2013 году и приурочено к 90-летию со дня рождения первого профессионального фонда-композитора, уроженца села Сторожевск Картгеройского района. Содержит биографические сведения о писателе, о композиторе, архивные материалы, высказывания известных людей о творчестве, публикации в периодических изданиях, музыку, уникальные материалы, это фотодокументы, музыкальные записи, которые предоставлены Сторожевским музеем. Включены полнотекстовые книги Осипова, записи радиопередачи композитора 1983 года и 20 песен на слова коми-поэтов и фотодокументы. Большое по объему электронное издание выпущено Центральной библиотекой имени Михаила Николаевича Лебедева и в памяти, и в сердце. В ней собран и систематизирован биографический материал, который дополнены фотографиями, документальными. Это анкеты участников войны, наградные листы, карточки учета участников боевых действий по защите СССР, биографическими данными, который размещен в двух разделах. Имена участников Великой Отечественной войны 41-45 годов и имена воинов, павших в Великой Отечественной войне. Имеется еще такой раздел, который называется «Фотогалерея». Кроме фотографий, в этом разделе размещена алфавитная книга призванных в ряды Советской армии в годы войны с Картгеройского районного военного комиссариата Коми АССР. Всего список включает свыше 700 фамилий, содержится около 600 фотографий, более 500 документов, 200 различных публикаций, сборников районных республиканских периодических изданий. При подготовке биографических статей были использованы материалы 16 томов книги памяти Республики Коми, учетные документы районного военкомата, учетные карточки Совета ветеранов войны и труда Картгеройского района, данные анкет участников войны, полученные в результате операции «Бой-41», которую провели воспитанники Картгеройского дома, пионеров и школьников, интернет-ресурсы и данные, предоставленные родными и близкими земляков. Всего в издании представлено около 1500 источников информации, собраны подробные сведения о 215 вернувшихся и 152 погибших солдатах. Тексты статьи на коми-языке даны на языке оригинала с последующим переводом на русский. Также можно получить подробную информацию об упоминаемых в тексте наградах, орденах и медалях. В этом же году, в 2012 году, выпущено электронное издание «Видеоурок с аудиосопровождением». Лебедев Михаил Николаевич. Жизнь и творчество. Подготовлен Центральной библиотекой имени Лебедева. Вот некоторые страницы из этого видеоурока. Тут без звука, а так со звуком. Просто включаешь и готовый урок. Следующее издание выпущено в 2011 году. Это по земле Картгеройской. Это энциклопедия о селе Картгеройск. Включает информацию об истории Картгеройского района, о легендах и преданиях, о
о самых важных, интересных и значимых событиях. Это могут быть даты исторических каких-то событий, которые произошли на территории Кашпировского района, дата образования организации предприятий, юбилейные даты знаменитых уроженцев и так далее. Об истории образования населенных пунктов района, об экономике, культуре, о памятниках и памятных местах, о природных ресурсах. Также знакомы с талантливыми людьми, композиторами, художниками, писателями. Обширный фотоматериал позволяет получить наглядное представление о прошлом и настоящем села и района. Это электронное издание было представлено на республиканский конкурс информационных ресурсов муниципальных учреждений республики, посвященных 175-летию Национальной библиотеки Республики Коми, и получил гран-при в номинации «Электронное издание библиотек». Следующее издание «Нившере село мое родное». Выпущено в 2010 году, выпущено нившерскими филиалами Мукашкировской ЦБС имени Флорентия Павленкова. Подготовлен в рамках реализации проекта «Село мое родное», победителя конкурса проекта «Всероссийских библиотек Республики Коми. Историческое культурное наследие села. Сохраняя прошлое, думаем о будущем». Номинация «Сохранение библиотека историко-краеведческого наследия села». В него вошла информация об истории населенных пунктов, о знаменитых людях села, природе, участниках локальных конфликтов, участниках Великой Отечественной войны, о декоративно-прикладном творчестве. Село богато самобытными мастерами, среди них есть художники, мастера-прикладники. Одним из самых любимых используемых материалов является лепестан. Из природного материала создаются предметы крестьянского быта, из дерева охотничьи лыжи, лямпы, лодки, сани и другие предметы. О литературной жизни, о коми-музыкальных инструментах. В селе живет единственный в нашем районе мастер по изготовлению коми-народных деревянных музыкальных инструментов. Информация о нем тоже включена информация о фольклорном празднике Чилитом Рождество. Это народное гуляние, которое восстановлено на основе местных традиций и обрядов и присуще только этому населенному пункту. Наряжаются национальные костюмы, ходят хороводы с песнями, плясками, играют коми-национальные игры. Размещена информация также о фольклорном коллективе Сибертас, который является у них носителем и хранителем самобытного историко-культурного наследия. В репертуаре этого коллектива коми-народные песни и танцы, песни самодеятельных композиторов села. Талант, отданный коми-народу коми-земле, выпущен в 2007 году, приурочен 130-летию со дня рождения Михаила Николаевича Демидова. Отражает жизненный путь этого писателя и основные этапы жизни и творчества. Это электронное издание было представлено в 2009 году в Кирове. Следующее издание выпущено в 2006 году с торжественным филиалом Мукашкировской ЦБС. Это энциклопедия тоже об одном из самых древних коми-сел Кашпировского района. В оформлении диска использовано бронзовое кольцо. Это коми-древний промысловый календарь, который был найден в окрестностях этого населенного пункта. Обширный фотоматериал, более 1000 фотографий, которые представлены в разделах «Христа и старая икона», «Взгляд в прошлое», «По волне моей памяти». Некоторые страницы этого электронного издания. Все созданные электронные ресурсы нашей ЦБС – это пособия по краеведению, и они востребованы. Используются при проведении краеведческих уроков, посвященных творчеству коми-писателей, при проведении виртуальных экскурсий по району, для подготовки к урокам, при написании исследовательских работ. Создание электронных продуктов – это большая исследовательская работа. Это очень интересное и полезное занятие. Ведь узнав что-то новое, интересное и ранее незнакомое, мы стараемся донести эту информацию до других людей, своих читателей, знакомых, а значит, мы занимаемся популяризацией краеведения. И занимаемся этим потому, что нам это интересно. Спасибо за внимание. Спасибо вам, Галина Петровна. Вообще такая такую работу замечательную. Вопросы возникли?
Но не может быть, чтобы не возили. Ну, вот то, что вы вчера говорили, то, что электронные продукты, они очень умирают. Да. И было бы неплохо, Да. если бы они уже были бы, либо это какой-то раздел сайта, либо это сайт какой-то. Но, с другой стороны, у муниципальных библиотек, может быть, допустим, нет денег на то, чтобы поддерживать и содержать сайт. Не, ребята, если у вас сайт есть, а у вас у большинства сайты есть, вот не обманите. Смотрела осенью, смотрела недавно, мало кто умер, вообще никто не умер. Значит, смотрите, вот это то, о чем будем говорить еще сегодня. Смотрите, номер раз. Не годится работать просто коллекцией вот таких изданий. Они отличные сами по себе. Но тем, что вы их выложили на сайте в рядочек, и в них можно зайти, вы их надежно закрыли. Можно, конечно, еще было поглубже положить. Например, там в раздел «Наши издания», да? Чтобы вообще ниоткуда не видно. Но это тоже не раскрытие. Видно почему? Смотрите, на самом деле для издания, для сайта надо это все разобрать по составным частям. Списки, откуда я знаю, что они там есть? Взять было, то есть буквально разобрать каждый сайт, положить так, чтобы он был виден сам по себе, этот материал, он приведет вот к этому, вернее, каждый сайт, а каждый продукт, он приведет в этот продукт. Но для того, чтобы он привел, надо показать его содержимое. Нельзя работать так, что вы сначала, что вы выложили, а вот кто зайдет? Да никто не зайдет. Там половина, вот я смотрю сейчас, я знаю эти ресурсы. Там масса такого, что должно быть видно с поверхности. Первое, второе. Значит, вот поэтому разобрать, мы про это сегодня еще будем говорить. И тогда это можно поддерживать другими вещами. Второе, открыть для пополнения. Не надо дохлых сусликов. Вот продукт, созданный в 2006-2007 году, уже можно было пополнить. Никто не говорит о том, нет сил. Все время сильно пополнять. Но хоть 2 грамма добавить. Вот чуть-чуть освежить. Да. Эти электронные издания, они как бы базы сохранились, они дополняются. Так вот они должны быть... Так вот, база должна быть видна. Электронный продукт положите туда, где коллекция ваших изданий. Да? Похвастайтесь. А должна быть видна пользователям база. То есть там, где это можно пополнять, где это можно связывать, где можно входить, где можно картинки посмотреть. Это первое. Второе. Да, я прошу прощения, мы, конечно, тут сильно да? Но после обеда у нас будут темы, которые будут короче. Вот у меня монолог по следующей теме будет вот такой совсем. Да, там все понятно. Разные темы. Еще комментарии, пока не забыла. По поводу информрегистра. Очень важный разговор, потом не будет повода сказать. Коллеги, пожалуйста, регистрируйте ваши издания в информрегистре, даже если вы не собираетесь делать их изданиями. Предположим, вы сделали продукт, и вы не хотите его на диске издавать. Да? Я говорила, диски уходят. Но вы хотите защитить права, ваши права авторские, права ваших тех, кто вам доверился и отдал материалы. Да? Информрегистр существует на самом деле для этого. Что надо сделать? Вы сделали хороший ресурс на вашем сайте. Вы не собираетесь его продавать или дарить, или вообще хранить на диске. Найдите деньги, запишите его на 4 экземпляра диска. Ну, себе можете там на 5. 4 вы отправите в информрегистр. По-моему, там сейчас 4. Зачем? Вы его изобразите как издание. Оформите. И отправите. И у вас его заберут, зарегистрируют ровно в таком виде. Вы получите такое свидетельство. Вы получите бесплатное свидетельство, вот как те, кто отправил, да, библиотека. И вы за очень маленькие деньги, совсем копеечные, получите такие же регистрационные свидетельства на каждого автора, которого вы там заявили. Так? Что дальше происходит? Вы отдали в информрегистр, оно там лежит, на завтра вы спохватились, ой, да там у нас опечатка на первой странице. Дяденька информрегистр, отдай нам нашу эту штуку, мы сейчас поправим, обратно положим. Что дяденька информрегистр говорит? А вот нет уж. Все, сдали, делайте второе издание, в котором у вас ошибки не будет. Почему нам это важно? Дяденька-то злобный, но правильный. Если у вас ваши замечательные материалы украдут, да, и вам надо будет доказать, что вы раньше были, что украли у вас с сайта то, что вы, да, вы говорите, а вот у нас. А вы говорите, что у нас не так было. Ребята, вот, идете в информрегистр, открываете там, и вы видите, что у нас было то самое, что потом вы подло под своим. Понятно?
Это одна вещь. И вторая. От краеведческих ресурсов и продуктов надо уметь отвлекаться, отрываться. Хорошо, конечно, продолжать, да? Но иногда надо этот закрыть для активной работы, чтобы начать какой-то другой. Этот капать понемножку будет. Но надо уже перестать его, наконец, делать. Да? Есть другие задачи. Нет лучше такой возможности, чем вот этот момент. Я сказала себе «хватит». Вот я сейчас это на диске и отправила. Это морально внутри. Это точка, которую надо уметь ставить. Да? Вот ровно потому, что я сделал, я отдал, я занимаюсь другими вещами. Еще две вещи по поводу литературных карт и писателей. Посмотрите, вы делаете все примерно одно и то же. Вы писателю, в связи с его там, он привязан к месту, спасибо, вы ему пишете биографию. Родился тогда-то, учился там-то, женился там-то, творил то-то, вот похоронен там-то или жив-здоров, да? Есть вещи поинтереснее. Биографии, как правило, сушеные. А это же писатели, это же творческие люди. Пока он жив, возьмите с него все, что можно взять. Во-первых, автобиография лучше биографии. Если только есть возможность, попросите человека написать свою автобиографию. Себе сохраните в архив, если никто не догадался это сделать. С разрешения этого человека целиком или фрагментами, что он разрешит. Да? Может быть, он скажет, вот это у себя храните, но не показывайте. Или это опубликуйте там через 15 лет после. Публикуйте. Так? Это интереснее гораздо. Живой голос вместо этих казенных родился, женился, я не знаю, осветил, отразил и воспел. Живой человеческий голос. С его фотографиями человеческими, а не вот этими. Вот, да? Дальше. Возьмите у него интервью у себя, то есть в библиотеку пригласите, опять-таки напоите чаем и строите вечер встречи. Возьмите у него интервью, как он именно с этим местом связан. Вот пусть он вам расскажет под запись, под видеозапись. В этом селе, вот я особенно любил ходить, когда я здесь жил, вот на тот пригорок, мне там прекрасно думалось, да? А вот еще я заходила, у меня были прекрасные слушатели, вот в таком-то доме такая-то семья. Живое видеоинтервью. Ловите, относитесь шкурно к вашим живым персонам. Дальше. А еще лучше. Вы его позвали, он у вас в помещении рассказывает. В хорошую погоду прогуляйтесь с ним, пускай он покажет, расскажет про это место, про ваш поселок, про ваш город. А вы идите записывайте. Вот я с ним прогулка. Литературная прогулка с ним, живая. Пусть он вас проведет по тем местам, которые ему здесь нравятся. И вот это вот. А, в архив, Б, вот сюда. Оживит точно. Согласны? Так можно не только с писателями, с кем угодно, с персоной, за которую вы зацепились, с героем войны. Масса интересных людей. Мы их делаем всех какими-то деревянными, честное слово, да? Вот с этими сушеными биографиями. Пока живы, пользуйтесь тем, что они живы, все, что можно с них. Забрать и по возможности как раз в видео, да, потому что из видео вы звук всегда сделаете, а из звука вы текст всегда сделаете, да? А это в школах знаете, как пойдет? А это для телевидения знаете, как пойдет? Ну что, вы все знаете. Ну вот такие комментарии у меня. Хочет кто-нибудь что-нибудь сказать по поводу кировских продуктов? Нет? Тогда мы чего, хозяева дорогие? Мы обедаем, да?